хорошей практикой с вами, опытом. Мы открыты, поэтому я думаю, что сегодняшняя встреча, она не только по теме, но с точки зрения нетворкинга, общения, знакомства будет тоже нам полезно. Но знаем, что использование, да, и популярность языков, она, в общем-то, тесно связана с ростом экономического, политического влияния стран. В условиях глобализации, да, происходит использование, ну, как мы сами являемся свидетелями укрупнения языков или использования каких-то одних языков и вытеснение языков, скажем так, малых народов или малоиспользуемых. И в мегаполисе мы это особенно ощущаем. Ну, поэтому сегодня вопрос о том, нужно ли или не нужно изучать родные языки, мы поднимать не будем. Мы думаем, что все, наверное, солидарны в этом мнении, что это важно для всех, тем более, что и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивает то, что страна, когда многонациональная, в этом ее является сила. Наша страна сильна в том, в ее многонациональном народе. И мы сегодня рассмотрим вопросы, по сути, из двух блоков. Первый – это образовательный процесс изучения родных языков в рамках образовательных стандартов. И второй блок, наверное, самый большой вот сегодня, это изучение языков вне образовательных стандартов, по сути, через онлайн-курсы, посредством воскресных школ, с применением каких-то новых информационных технологий. Ну и вообще существует много методик, мотиваций, практик, мы знаем, да. Например, один из полиглотов, Дмитрий Петров, считает, что основам языку и элементарному общению можно научиться буквально за несколько часов. Кто-то считает, что сегодня лучше всего подходит онлайн-практики. Ну, в общем-то, мнений много. Мы надеемся, что сегодняшний обмен опытом и мнениями как-то поможет нам вот с этим разобраться еще больше. Поэтому надеемся, что эта площадка станет постоянно действующей. Мы не первый раз сегодня, не последний соберемся, будем встречаться и в следующем году. Следующий год, в частности для нас, Республики Татарстан, объявлен годом родных языков и народного единства. Да. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич в следующий год объявил именно таким образом. Поэтому решите перейти уже непосредственно к работе круглого стола и представить нашего модератора Аликова Ильгиза Ильдаровича, кандидата филологических наук, заместителя руководителя исполкома Всемирного конгресса татар. Ильгиз Ильдарович, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодняшнее заседание проводится у нас в очном формате, также с использованием Zoom-конференции. В работе заседания принимают участие представители органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представители научного сообщества, педагоги, учителя практики, авторы и разработчики уникальных проектов в сфере изучения родных языков, а также представители общественных организаций. Уважаемые коллеги, в адрес оргкомитета круглого стола направлено 12 докладов и 3 приветственных слова. У нас, конечно же, огромное желание выслушать всех, но учитывая, что у нас ограниченное время, предлагаю определить регламент нашего заседания. Если вы не против, приветствие до 3 минут, выступление основных спикеров до 6 минут. И если вы не против, хотелось бы предложить, чтобы имеющиеся вопросы мы оставили на завершающей стадии нашего заседания, потому что, наверное, скорее всего, основные вопросы, они будут типовые, схожие, поэтому в конце у нас будет возможность ответить на поступившие вопросы. В субъектах Российской Федерации накоплен большой опыт работы в вопросах организации обучения на родном языке и изучения родных языков народов Российской Федерации. Среди таких регионов хотелось бы отметить Республику Татарстан. Сегодня в республике функционирует сеть национальных школ, учащиеся которых ежегодно показывают высокие результаты на едином государственном экзамене. И в связи с этим вот хотелось бы предоставить слово заместителю министра образования и науки Республики Татарстан Закировой Минзиле Загриевны. Уважаемая Минзиле Загриевна, слово вам. Хайырлы күн. Хайырлы күн, түгәрәк өстәлдә катнашучылар. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Мы дружной командой нашего министра Ильсур Гараевича Хадиуллина, министра Республики Татарстан, представляем сегодня, принимаем участие очень с большим удовольствием. Представьтесь, пожалуйста, 2 новых заместителя Ильсур Гараевича с вами на связи. Добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз, Минзиле Загриевна нас уже представила. Мы представляем Республику Татарстан
заместитель министра образования и науки Республики Татарстан по департаменту надзора и контроля местного оборнадзора Музипов Рамис Гатраисович и заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Закир Мдиязагилевна. У нас, по большому счету, мы поддерживаем все мероприятия, посвященные вопросам, связанным с языками, все, что было сказано до этого и вами, и предыдущим спикером. Это очень актуальная тема не только для Республики Татарстан, но и для всей Российской Федерации, поскольку Российская Федерация, как было уже отмечено, это многонациональная, многокультурная, этнокультурная страна. У нас множество разных конфессий, все мы разные, и наша особенность и преимущество в том, что мы все уживаемся вместе, и наша главная задача сохранить вот эти вот наши культурные особенности, а главная наша культурная особенность – это наша языковая особенность. Поэтому Республика Татарстан – это и позиция руководства Республики Татарстан, нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова по поддержке родных языков Республики Татарстан. У нас существует два государственных языка – это русский и татарский. У нас есть государственные программы, направленные на сохранение и развитие родных языков. И в сфере образования у нас много различных направлений, программ, направленных на сохранение и развитие родных языков. На сегодняшний день у нас ведется работа по актуализации и формированию перечня учебников на родных языках по всем линейкам, для всех классов. Огромная работа у нас в Республике Татарстан уделяется по разработке учебно-методической литературы и включению ее в федеральный перечень и переводных учебников. Часть учебников у нас уже включена в перечень учебников, утвержденных и рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации. Часть у нас еще подлежит включению. У нас полностью, как представитель оборнадзора, заявляю, что полностью мы соблюдаем во всех образовательных учреждениях, как и в учреждениях начального, и основного, и среднего общего образования, в учреждениях среднего профессионального образования, законодательство об образовании. Как вы знаете, в прошлом году оно было у нас изменено, были уточнены особенные положения по вопросам, связанным с выбором родных языков. Однако стоит отметить, что нет предела совершенства, нужно совершенствовать наше законодательство. Вот на сегодняшний день Министерство просвещения и другие заинтересованные субъекты в сфере образования проводят очень активную, плодотворную работу по формированию новых образовательных стандартов, где все предложения, все изменения в части, касающиеся языков, мы, надеюсь, будут учтены, и мы много предложений направляли, и сегодня вот как раз они актуализируются, и мы надеемся, что они будут включены в федеральные государственные образовательные стандарты, которые будут уже у нас применяться. Кратко вот так. Если есть вопросы, мы готовы вот прокомментировать более подробно. В целом, большое спасибо за вот такое мероприятие. Мы всегда готовы принимать активное участие для того, чтобы совершенствовать нашу языковую политику. Включите, пожалуйста, звук, мы вас не слышим. Да. Хурматли коллегалар, задачи языковой политики, мы понимаем, что это самое масштабное и всестороннее. Одной из основных задач нашего министерства является совершенствование системы этнокультурного образования и воспитания. Прежде всего, это создание условий для удовлетворения языковых потребностей наших граждан. В образовательных организациях нашей республики на 5 языках ведется обучение. 7 языков являются предметом изучения. Весомую роль при сохранении родных языков играют отделения воскресных школ. В различных отделениях воскресных школ изучаются языки, культура, история 25 национальностей. За прошедшие десятилетия сделано очень многое. Создана сеть школ с родным языком обучения, подготовлены кадры, разработаны учебники, новые учебно-методические комплекты. И мы сейчас работаем над включением в федеральный перечень наших учебников, переводных учебников, особенно в среднем звене. Мы добились того, что учебники первых-четвертых классов, они уже включены в федеральный перечень допущенных учебников по федеральным государственным образовательным стандартам. Следующий наш этап решения нашей задачи – это
в среднем звене добиться того, чтобы учебники были включены в федеральный перечень. И еще с одним новшеством, я думаю, что за этим новшеством будущее не только нашей республики, по этому же пути могут идти наши регионы. Это создание полилингвальных образовательных организаций. Полилингвальная образовательная организация в этом году впервые 2 школы открыли свои школы, свои двери для учащихся. Основной посыл полилингвального обучения – это паритетное обучение на нескольких языках, приобщение детей средствами изучаемых языков к культурному богатству многонационального народа России. Одамнар шаги. В самом названии заложена философия полилингвальной школы «Путь к знанию». В этом году на базе существующей большой школы, 165-й школы, мы открыли полилингвальный образовательный комплекс на 2500 детей, где изучается наравне с государственными языками английский язык, и язык является средством, а не предметом изучения детей. Второй полилингвальный комплекс мы открыли в городе Елабуга. Одамнар Алабуга. Образовательный комплекс Одамнар Алабуга рассчитан на 1204 учебных места. Также успешно функционирует эта школа. Мы думаем, что в дальнейшем, по плану Республики Татарстан, к 2024 году таких комплексов в Республике Татарстан будет целых 6. И дальше мы вас ждем у себя в гости, можем поделиться опытом. Ресурсным центром полилингвальных комплексов уже определена школа 165-я Алабуга, путь к знаниям. Объявленный 2021 год в Республике Татарстан годом родных языков и народного единства, надеемся, позволит нам еще больших результатов. И, уважаемые наши участники, мы вас ждем у себя в гости, всегда готовы к общению. В течение сегодняшнего круглого стола, я думаю, что будут возникать вопросы. Мы готовы с вами поделиться своим опытом. Удачной работы, Ильгиз Ильдарович. Спасибо большое, Залия Загребна. Рамис Габдраисович, спасибо большое за такую очень хорошую информацию, особенно в части функционирования наших полилингвальных комплексов Республики Татарстан. Действительно, уважаемые коллеги, если у вас будет возможность побывать в Республике Татарстан, обязательно вам нужно посетить эти полилингвальные комплексы. Это действительно очень перспективное направление. И мы считаем, что будущее как раз-таки вот за таким направлением. Бигзар Ахмед. Уважаемые коллеги, одной из главнейших идеологических и практических задач в сфере межнациональных отношений является укрепление многонационального единства народов Российской Федерации. В этой связи особое внимание заслуживает развитие этнокультурного образования как фактор укрепления единства. Сегодня с нами начальник управления по укреплению общенационального единства и профилактики экстремизма на национальной почве Федерального агентства по делам национальности России Цыбиков Тимур Гамбажавкович. Уважаемый Эмиль Венерович, уважаемые участники круглого стола, организаторы круглого стола, рад всех приветствовать от имени Федерального агентства по делам национальности. Безусловно, вопросы языковой политики – это сегодня одни из самых обсуждаемых вопросов в сфере государственной национальной политики. Таким образом устроено наше законодательство сегодня, что вопросы языковой политики сосредоточены в полномочиях и Министерства высшего образования и науки, Министерства просвещения, Федерального агентства по делам национальности. Ну и вообще все эти вопросы таки носят комплексный характер. К ним действительно сегодня приковано очень большое внимание. В конце прошлого года состоялось 2 совета при президенте Российской Федерации, совет по русскому языку и совет по межнациональным отношениям. И нужно сказать, что в повестке и того, и другого советов очень остро стояли вопросы государственной языковой политики. В соответствии с поручением президента страны была создана правительственная комиссия по русскому языку, которой поручено в том числе и разработать такой очень важный стратегический документ. Это концепция государственной языковой политики. Наши коллеги из Министерства просвещения Российской Федерации работают в этом направлении, привлекают все остальные министерства, ведомства заинтересованы. Я думаю, что
разработка в дальнейшем этих документов будет вестись все равно с очень таким большим общественным обсуждением, и я думаю, мы все сможем принять участие в этой большой работе. Тема сегодняшнего круглого стола очень актуальная в связи с тем, что мы говорим о сохранении языков в мегаполисе. Наверное, в первую очередь имеется в виду большие города, ну и, конечно, Москва как крупнейший город в стране. Действительно, сегодня люди очень и уже на протяжении нескольких поколений, да, активно перемещаются по территории страны, активно переезжают в разные города. И, конечно, представителям разных народов достаточно сложно вести работу по сохранению своих родных языков в условиях больших городов. Действительно, не всегда школы могут быть к этому готовы, потому что территориальный принцип формирования, в принципе, классов, да, он подразумевает, чтобы ребенок ходил в школу как ту, которая как можно ближе к его дому находится, к месту жительства. Поэтому не всегда в школах можно, скажем так, собрать детей там одной национальности для того, чтобы организовать там некий образовательный процесс, да, вести уроки, собственно говоря. То, о чем вот коллеги наши сейчас из Татарстана говорили, о том, что есть федеральные государственные образовательные стандарты, которые сейчас новая редакция их дорабатывается, образовательные программы, но это все там, где этот родной язык бытует, в общем-то, в большей степени можно сделать. Поэтому важно, мне кажется, что в рамках круглого стола здесь у нас такой прикладной характер, представлены, я смотрю по программе, проекты новые, инновационные, наверное, да, цифровые проекты. Все то, что может делаться с помощью общественников, с помощью, безусловно, с помощью государства, может реализовываться и на грантовые средства, но может реализовываться в рамках госпрограмм субъектов Российской Федерации, безусловно. Татарстан, конечно, в этом смысле тоже в числе передовиков, наверное, поэтому очень много проектов реализуется различных в Татарстане, которые направлены на самую широкую аудиторию. И это очень здорово, что правительство Республики Татарстан берет на себя такую ответственность, да, возможность гражданам нашей страны и даже иностранным гражданам изучать татарский язык посредством новых технологий. Федеральное агентство по делам национальности, вот, кстати говоря, 18 декабря проводит форум «Диалог. Традиционная языковая политика, общероссийская экспертиза». Ну, он пройдет в таком гибридном, как сейчас принято говорить, формате, так же, как сегодня, какая-то часть онлайн, вернее, большая часть онлайн, сокращенная часть офлайн. Мы приглашаем всех к участию, мы направили письма в органы власти субъектов Российской Федерации, приглашаем всех присоединиться. Сегодня вот новые технологии так прочно входят в нашу жизнь в связи с пандемией, но при этом, кажется, нам доставляет какое-то неудобство, но зато охват участников вырастает в разы, да, и вся информация распространяется еще быстрее. Мы поздравляем еще раз Республику Татарстан со столетием образования республики. Горячо приветствуем инициативу президента республики об объявлении 2021 года годом родных языков и народного единства. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальности Мишин Михаил Николаевич примет личное участие в заседании комитета, и, который состоится, по-моему, тоже 18 декабря. Да. Спасибо большое. Спасибо большое, Тимур Гамбажопович. Уважаемые коллеги, я с радостью хочу сообщить, что в работе круглого стола сегодня у нас присутствует наш очень почетный гость, руководитель комиссии Совета по делам национальности Департамента национальной политики и межрегиональной связи города Москвы Амельченко Елена Александровна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте, во-первых, от имени правительства Москвы, Департамента национальной политики и межрегиональной связи города Москвы выразить признательность за приглашение и, конечно, поддержать всех выступающих в связи с важностью, да, темы, которая сегодня поднимается, темы родных языков. Как этнолог, антрополог, я должна сказать, что язык действительно это основа идентичности, и без сохранения родного языка очень сложно продолжать чувствовать себя тем, к кому ты принадлежишь по этнической принадлежности, да, это действительно крайне важно, и те усилия, которые предпринимают вот
нашей национальной республики, входящие в состав Российской Федерации, они заслуживают, в общем, всякой поддержки и изучения положительных практик. Сегодня упоминался опыт полилингвальных школ. Вот представители Министерства образования Республики Татарстан говорили. Такой опыт есть и во многих образовательных организациях города Москвы. К сожалению, в последние десятилетия он немножко потерял свою, скажем так, широту, да, значение. Гораздо меньше сейчас национальных языков изучается в образовательных организациях Москвы, чем это было еще там 10-15 лет назад, когда в Москве была развита система этнокультурного образования. Но поскольку мы находимся на территории полномочного представительства Республики Татарстан, скажите, что действительно с татарским языком в московских школах ситуация обстоит гораздо лучше, чем где-либо еще. Действительно, его поддерживают, его изучают. Это не единственная школа, находящаяся в Люблино, но и во многих других. Но вот на мой взгляд, опять же, как эксперта, как руководителя комиссии по образованию и науке Совета по делам национальностей, безусловно, эта тема должна в Москве и, как и в других регионах Российской Федерации, многонациональных, прицельно рассматриваться, изучаться и, конечно же, поддерживаться, поскольку право на сохранение, изучение родного языка должно быть у каждого ребенка, каждого жителя, ну, в нашем случае, большого многонационального города. Если будет возможность, я готова презентовать там один еще из проектов. Сейчас могу просто коротко сказать, что мы, как комиссия по образованию и науке, как Центр содействия межнациональному образованию «Этносфера», многим знакомый по выпуску, да, там, многолетнего журнала «Этносфера», вот такого альманаха «Этнодиалоги», вносим свою лепту в сохранение родных языков. Я сегодня специально принесла и передам вам сборник эссе, детских эссе, которые дети писали на двух языках, на своем родном и русском. Завершился вот конкурс 2020 года буквально 2 недели назад. В этом году это было 43 языка, в том числе языки, в общем-то, малочисленных коренных народов, редкие, даже иногда и диалекты. Конечно, и основные языки наших национальных республик тоже в конкурсе присутствуют, как присутствуют и языки наших ребят, соотечественников, уехавших в другие страны, там продолжающие сохранять русский язык, освоившие уже язык страны проживания. В общем, достаточно интересный проект. Главное, что мы специально красиво оформили результаты этого проекта. Здесь видны, собственно, каким образом у ребенка вот эта вот двойная, да, там идентичность множественная, она есть. Специально он оформлен такими красивыми иллюстрациями, которые, собственно, показывают, что у ребенка билингва, а иногда и трилингва, в голове действительно несколько культур. Он ищет постоянно между ними какое-то вот такое равновесие, гармонию. Очень важно это желание соотнести себя с разными культурами, и со своей родной культурой, со своим родным языком поддерживать. Спасибо за внимание. Много выступлений не буду отнимать. А это я вам передам в качестве подарка и учтите. Спасибо большое, Елена Александровна. В эпоху глобализации мы отчетливо понимаем, что без взаимообмена духовно-художественными ценностями богатейшая литература народов Российской Федерации может оказаться на затворках истории. И тем важнее для нас осознание перспектив литературной переводческой деятельности в части сохранения уникального наследия литературы народов Российской Федерации. Об этом подробнее выступление директора Института развития родных языков народов Российской Федерации Маршевой Ларисы Ивановны. Она у нас сегодня в формате Zoom включается. Лариса Ивановна, вы нас слышите? Да, слышу. Приветствую вас. Добрый день. Да. Прежде всего, я очень рада приветствовать участников круглого стола, посвященного чрезвычайно важной, актуальной проблеме, на которую обращают самое пристальное внимание в последнее время и Федеральное агентство по делам национальности, и Министерство просвещения Российской Федерации, и Министерство науки и высшего образования, а также другие органы исполнительной и законодательной власти. Что касается вот непосредственно темы моего выступления. Родной язык во всех его разновидностях определяет картину мира каждого человека, формирует его идеи, управляет мыслительной, познавательной деятельностью. Если говорить не о конкретном все-таки человеке, а о целой нации, язык культурный, ее код обеспечивает жизнеспособность культуры, ее функционирование, ее формирование и выступает гарантом существования и сохранения национальной специфики.
последнее время в обществе часто поднимаются вопросы сбережения и развития языков различных народов, в том числе народов, проживающих на территории нашей Российской Федерации. Для любого народа вопрос сохранения родного языка – это вопрос сохранения самобытности и традиций. А если мы говорим о многонациональном государстве, это вопрос витальности разных языков и культур. И, конечно же, это существенный, может быть, один из самых действенных механизмов противостояния процессу ассимиляции культурной, национальной, религиозной и, конечно же, языковой. Как справедливо отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, очевидным приоритетом государственной политики в российских условиях этнического и культурного разнообразия является сбалансированная и эффективная языковая политика по изучению и поддержке языков народов России. Владимир Владимирович Путин не раз за последние годы поднимал вопрос о необходимости развития многоязыкового образовательного и информационного пространства, в том числе не раз говорил о том, что необходимо поддерживать издание литературы на языках народов России. Произведение художественной литературы играет важнейшую роль в межнациональном, межкультурном диалоге, воспитании здоровых и гармоничных отношений между людьми. В произведениях художественной литературы находят отображение особенностей национального менталитета, обычаи, традиции, образ мысли, взгляды на окружающую действительность и взаимоотношения людей. В настоящее время в соответствии с федеральным законодательством об образовании и федеральными государственными образовательными стандартами образования каждый обучающийся в общеобразовательной организации должен изучать свой родной язык и родную литературу. В 2019-2020 учебном году, по данным федерального мониторинга, который осуществляется Институтом развития родных языков народов Российской Федерации, в рамках предметных областей родной язык и литературное чтение и родной язык и родная литература изучались 65 родных языков, кроме русского. Общая численность обучающихся составила 1 миллион 969 тысяч 84 человека. При этом надо отметить, что родная литература изучалась на 61 родном языке. И здесь исключение получилось для ительменской, коми-пермяцкой, нагасанской и польской литературы. Одной из проблем реализации образовательных программ по родной литературе является, безусловно, недостаточное количество или даже полное отсутствие произведений художественной литературы, которые созданы на родном языке. Данная проблема в настоящий момент в общеобразовательных организациях решается, по нашим данным, по-разному. В некоторых школах изучают произведения национальных авторов, которые писали на русском языке, в других школах используются адаптированные переводы на национальный язык произведений русских авторов, ну и довольно часто используется такой смешанный вариант. Нужно сказать, что есть статистические данные, согласно которым количество изданий художественной литературы на языках народов России составляло всего лишь 2% от общего количества изданий художественной литературы. И, безусловно, это свидетельствует об отсутствии интереса издателей к литературам народов России. Конечно же, все это связано с общественно-политическими условиями, которые сложились после развала Советского Союза. Все это связано еще и с идеологией. С развитием рыночной экономики на территории России книгоиздателей, конечно, стали интересовать коммерческие проекты, а издание литературы на языках народов России – это проект некоммерческий, который имеет мало коммерческого успеха. И в связи с этим нужно говорить о том, что на 50% по сравнению с советским периодом снизилось издание литературы на национальных языках. Стоит отметить, что изучение национальных авторов, которые создавали свои произведения на русском языке, зачастую, к сожалению, не отвечает требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Так, предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке», который содержится в АВГОС начального общего образования, предусматривает прежде всего формирование потребностей в систематическом чтении на родном языке, а также осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа. Что касается основного общего образования, то есть
Речь идет о формировании понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа и о воспитании квалифицированного читателя, у которого сформирован эстетический вкус. В случае изучения в рамках указанных учебных предметов произведений национальных авторов, которые писали свои тексты на русском языке, достижение данных предметных результатов, к сожалению, оказывается не всегда возможным, поскольку язык – это основной критерий отнесения произведения к той или иной национальной литературе и культуре. И, безусловно, полное овладение родным языком – это не только средства общения, это еще и приобщение к художественному творчеству. Ну, совершенно очевидно, что произведения, созданные на русском языке, входят в состав русской культуры, и, конечно же, она чрезвычайно важна, она является проводником для разных национальных культур. Тем не менее, довольно трудно осознать коммуникативно-эстетические возможности родных языков или понять родную литературу как основную национально-культурную ценность народа. И здесь нужно рассуждать о художественном билингвизме, и это явление нужно изучать и нужно актуализировать. Это результат взаимотяготения культур в условиях многонационального государства. Сами писатели, которые создавали свои произведения на русском языке в советское время, они однозначно считали себя писателями все-таки национальными. И в этом смысле переводы на национальные языки произведений, которые были написаны писателями на русском языке, нужно считать более актуальными для освоения в общеобразовательных организациях. Несмотря на большое количество различных проблем перевода, в том числе возможности адекватного перевода, сведения до минимума потерь при переводе, бикультурности текста перевода, при изучении художественного текста, написанного на родном языке, для читателя родном, достижение требуемых предметных результатов, о которых я говорила выше, более осуществимо и более адекватно. Но в этой ситуации чрезвычайно остро встает проблема подготовки переводческих кадров. Конечно, этих кадров сейчас не хватает. Для многих национальных языков они почти полностью отсутствуют. И здесь, конечно, исключение, как и во многом другом, составляет Казанский федеральный университет, в котором готовят переводчиков со знанием татарского и башкирского языков. И очень много внимания в Татарстане уделяется переводам на национальные языки и переводам с татарского языка на русский язык. И здесь чрезвычайно актуален следующий тезис. Переводчик от обычного билингва или полилингва отличается тем, что профессионально подходит к взаимодействию языков. Он способен отбирать для своей профессиональной деятельности те или иные средства, формируя тем самым, по сути дела, облик родного языка. То есть от такого переводчика, от его талантливой деятельности напрямую зависит сохранение родных языков. Совершенно очевидно, что это один из факторов национальной идентичности и один из факторов сохранения, сбережения родных языков, какими бы малыми или какими бы большими они не были. Таким образом, актуальность художественных переводов на языки народов России на современном этапе обуславливается обеспечением материала для изучения в рамках предметных областей литературное чтение на родном языке и родная литература. К сожалению, для целого ряда субъектов Российской Федерации, для целого ряда родных языков народов Российской Федерации и количество подобного материала нельзя признать достаточным. Для успешной реализации переводческой деятельности необходим серьезный анализ и повышение уровня современной подготовки специалистов в области перевода. И, конечно, в настоящее время нужно уделять большее внимание подготовке переводчиков на национальные языки, а не сосредотачиваться только на переводе
профессиональном переводе, письменном и устном произведений зарубежной литературы. Совершенно очевидно, что здесь надо поднять проблему еще очень важную, проблему так называемого внутригосударственного перевода. Это общественно значимая, идеологически принципиальная проблема. Огромный массив российской художественной литературы содержит в себе неисчислимое богатство культур разных народов. Изучение художественной литературы, особенно родной, проникновение в традиции различных народов, воспитывает культуру межнационального общения. А это в условиях многонационального государства, в условиях многонациональности самых различных наших субъектов имеет особую важность для безопасности и процветания общества. И я еще раз хочу подчеркнуть, что в Республике Татарстан в связи с этим проводится планомерная систематическая политика. И эту политику нужно не только приветствовать, но и эффективно распространять на другие субъекты Российской Федерации. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Лариса Ивановна. Действительно, очень важную тему затронули. Наверное, это даже тема целого круглого стола. Я напомню, с нами была директор Института развития разных языков народов Российской Федерации Маршева Лариса Ивановна, доктор исторических наук, профессор. Уважаемые коллеги, я очень прошу придерживаться регламента и тезисно больше обозначать основные моменты ваших выступлений. Все мы знаем, что указом президента Российской Федерации от 26 октября 2018 года в целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов России, национального достояния и историко-культурного наследия российского государства создан Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Сегодня в работе круглого стола принимает участие Нуждина Светлана Анатольевна, исполнительный директор Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Слово для приветствия представляется вам, уважаемая Елена Олеговна. Уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте всех поприветствовать. Вы знаете, мы заявляли действительно нашего ключевого специалиста Елену Олеговну, она тоже здесь присутствует, но вместе с тем тема крайне интересная, важная, и как только вот появилось понимание графика, конечно, мы пришли вдвоем, потому что опыт Республики Татарстан, он, конечно, флагманский, я не побоюсь этого слова, и нам очень интересно все то, что здесь обсуждается. И опыт сохранения и применения такого языка в рамках мегаполиса и наработки, которые озвучиваются вот, выступлением внутри региона, я скажу кратко. Фонд создан для создания условий. Наша основная задача – это создавать условия для сохранения и изучения родных языков, для обновления словарей, организовывать исследования в области родного языка и культуры, а также создавать условия для повышения уровня доступности изучения. Если здесь есть юристы, то вы прекрасно понимаете, что организационно-правовая форма фонд, она помогает аккумулировать материальные финансовые средства и направлять их на поддержку лучших практик. Поэтому, конечно, основная форма нашей работы – это предоставление грантов талантливым, в том числе молодым ученым, но и не обязательно молодым, коллективам и организациям. И скажу кратко, что на 2021 год мы запланировали серию конкурсов, серию мероприятий, которые будут озвучены на площадках информационных ресурсов и наших учредителей. Это Министерство просвещения Российской Федерации, а также Федеральное агентство по делам национальности. Вот уважаемый Тимур Гамбажапов здесь присутствовал и выступал. Также мы просим отслеживать информацию на нашем сайте. Мы планируем поддерживать языковые исследования, литературные, создание литературных произведений и особенно поддерживать молодежь и проекты, направленные на мультимедийные проекты, сферу онлайн. Как мы видим, 2020 год показал, что это крайне важно. И скажу только вот последнее. Мы сегодня встречались с одним очень интересным человеком, который в рамках выполнения как бы это, грантового такого выигранного им конкурса в Министерстве просвещения проехался по всей стране. И он сказал, что с удивлением обнаружил, что именно сфера мультимедиа
сфера интернета крайне слабо, в общем-то, представлена какими-то яркими проектами. Поэтому мы хотим начать в 2021 году эту практику менять. И, в общем-то, будем формулировать конкурсы, предметы конкурса силами нашего уважаемого управления. Вы можете посмотреть состав, он действительно состоит из ключевых специалистов. И приглашаем вас в 2021 году принимать участие, выходить с проектами, которые мы готовы поддерживать. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Ну, а мы, в свою очередь, я, наверное, солидарное мнение выскажу от представителей всех субъектов Российской Федерации. Мы очень хотим, чтобы бюджет фонда он был намного больше, потому что национальностей, народов очень много, и все-таки того финансирования, которое сейчас есть, оно, наверное, недостаточно все-таки. Все, наверное, согласятся. Над этим работаем. Помимо. Спасибо, спасибо. В последние годы заметно возрос интерес к диалогу культур различных народов. Именно поэтому сохранение родного языка в условиях поликультурного общества сегодня является одним из перспективных и интересных для исследователей направлений. Следующий наш спикер представляет Многонациональную республику Коми. С нами на связи в формате Zoom ректор Коми Республиканского института развития образования Китайгородская Галина Владимировна. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Республика Коми вас приветствует. Конечно, очень важно, что такая великолепная возможность нам предоставлена. Уважаемые коллеги, мы подготовили небольшую презентацию. Если есть возможность ее подключить, мы бы тогда послайдово очень быстро, оперативно представили вам суть нашей работы. Коллеги, есть ли возможность? Есть такая возможность, да, действительно, Спасибо. вот оперативно мы готовы посмотреть. Да. Поэтому, пожалуйста, подключите. Уважаемые коллеги, Республика Коми – это полиэтнический регион, в котором проживают более 130 национальностей на территории 20 муниципальных образований. Очень важно, что по данным Всероссийской переписи населения сегодня 66% это, конечно же, русские, и 22%... Прошу прощения, прерываем. Вы демонстрацию, пожалуйста, поставьте. Уважаемые коллеги, нам обозначают, что организаторы отключили возможность презентации, демонстрации экрана. Мы сейчас исправляем это. Спасибо большое, коллеги. Итак, коллеги, я продолжаю. Да. Итак, и 22% это представители национальности. Большинство муниципальных образований нашей республики являются многонациональными. Очень важно, что на территории Республики Коми функционирует этнокультурная инфраструктура, которая включает в себя в каждом муниципальном образовании представительство Дома дружбы народов Республики Коми. В нашей республике 22 центра коми и национальных культур, то есть на территории каждого муниципального образования. Всего в республике действует более 100 национально-культурных объединений. Важной позицией на 4-м слайде, уважаемые коллеги, важно закрепление, конечно, статуса государственных языков. Это закон Республики Коми о государственных языках Республики Коми, который был принят в 1992 году. Именно данным законом предусмотрено, что свободный выбор языка образования изучаемого родного языка, в том числе русского как родного, и государственного коми-языка осуществляется на основании заявления родителей законных представителей. Именно данная позиция, уважаемые коллеги, очень важна в вопросе сохранения родного коми-языка в условиях поликультурного общества в нашей республике. И мы понимаем, что это процесс не статичный, а очень динамичный. В этой связи, уважаемые коллеги, мы хотим внимание обратить, что в республике сформировано методологическое и нормативно-правовое сопровождение этнокультурного образования. Именно благодаря региональной программе сохранения и развития государственных языков Республики Коми, которая функционирует уже на протяжении 2 лет, мы достигаем положительного мультипликативного результата в смежных сферах государственного управления, в национальной политике, в образовании, в культуре и, конечно, благодаря взаимодействию со средствами массовой информации.
Это очень важная позиция, которая определяет положительное влияние на все общественно-политические процессы. Реализация этнокультурного образования осуществляется непосредственно под руководством Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Но важно закрепить, что в республике сформирована именно научно-интеллектуальная платформа. И увидите, уважаемые коллеги, на слайде всех участников данного процесса. Большое внимание мы хотим обратить на то, что все проекты, которые реализуются общественной организацией, общественным движением Коми-Войтер, они сегодня поддерживаются на уровне правительства Республики Коми, и в них принимают участие педагогическое и родительское сообщество. Именно благодаря данному проходят все событийные ряды, которые направлены на поддержку государственной политики по сохранению и развитию коми-языка, обычаев, традиционной культуры. Конечно, хочется внимание обратить на единое образовательное пространство этнокультурного образования. Очень важно, что сегодня в рамках предметной области родной язык и литературное чтение, а также коми-язык как родной коми-литература, уже сформировано единое пространство, в котором принимают участие и наши обучающие родители и педагоги. Сегодня в Республике Коми уже введены в образовательных учреждениях такие предметы, как коми-язык как родной, коми-язык как государственный, край, в котором я живу, история Республики Коми, литература Республики Коми. И вот в рамках литературы Республики Коми как раз идет синтез изучения текстов, которые написаны носителями коми-языка, но на русском языке, а также представлена переводная литература. Особое внимание, конечно, мы сегодня хотим уделить уникальному проекту. Это школа игропедагогики «Дзёлюк-Малышок», которая направлена на повышение именно игровой культуры родителей и детей в городской и сельской местности. Именно в нашем институте сегодня очень активно работают две лаборатории: лаборатория развития этнокультурного образования и лаборатория национальных проблем дошкольного образования. Именно эти две лаборатории реализуют проект, который осуществляется на двух государственных языках, на коми и русском, и предполагает естественное погружение ребенка, начиная с 2-летнего возраста, в двуязычную языковую среду. Дети вместе с родителями участвуют в мероприятиях, демонстрируют свои таланты и получают искреннее удовольствие именно от данных мероприятий, потому что это мероприятие, которое направлено на успешное сегодня погружение в родную культуру и в родной язык. Конечно, очень важно довести до вашего сведения, что в рамках информационно-методического сопровождения сегодня большое внимание мы уделяем созданию сетевых сообществ учителей родных языков. И сегодня республиканские методические объединения, работая в онлайн-формате, очень активно взаимодействуют с родительским сообществом. Важным для нас достижением стало включение программ по коми-родному языку и коми-языку как государственный федеральный перечень. И уже в этом году, на следующих слайдах я вам продемонстрирую, мы считаем, для нас это, конечно, очень важное достижение, в федеральный перечень вошли наши учебники по родному коми-языку на уровне начального общего образования. И сейчас мы работаем на включение в федеральный перечень всех учебников по родному языку с 5 уже по 9 класс. Конечно, очень важно, что электронная форма учебников сегодня, она является для нас уже нормой. Уважаемые коллеги, начиная с 2018 года, благодаря профессиональной коллаборации педагогов, научных сотрудников, программистов, были сформированы электронные формы учебников на основе уже нового ГОСТа. И вот на сайте представлен QR-код методического продукта, который сегодня в свободном доступе не только для педагогов, но и для родителей и для обучающихся. Конечно, очень важно, что в процессе включения наших учебников в федеральный перечень мы работаем с образовательными организациями. Но кроме этого, в рамках нашего открытого
портал, который направлен для всех участников образовательного процесса, в открытом доступе размещены электронные и мультимедийные пособия. Коллеги, это даже не полный перечень, поэтому в свободном доступе в настоящее время они представлены для всего сообщества. Конечно, важную роль играет наш портал «Открытое образование Республики Коми». На следующем слайде я его демонстрирую, где размещены, как я уже отмечала, не только методические рекомендации, но все проекты и общественных организаций, которые поддерживаются в том числе благодаря президентским грантам, и все разработанные учебники. И, конечно, это очень важная позиция, которая особенно в этом году была принята сообществом. Как я уже отмечала, большую роль играют, конечно, все формы сопровождения педагогического сообщества, поэтому мы понимаем, что все формы формального образования, неформального и информального, они сегодня действуют на территории Республики Коми для поддержания педагогического сообщества. И в этой связи я особое внимание хочу уделить традиционному конкурсу Коми Веледыш. Это конкурс для коми-учителей и коми-воспитателей, который поддерживается главой Республики Коми. Он был на следующем слайде. Именно он выявляет и транслирует лучший инновационный опыт наших педагогов, уважаемые коллеги. И большую роль, конечно, играет наша олимпиада, которая включена в федеральный перечень на следующем слайде. Это олимпиада для наших обучающихся по коми-языку, по коми-литературе, коми-фольклору. Все муниципальные образования принимают участие, и позиционирование именно олимпиадного движения по поддержке родного языка для нас очень важно. Уважаемые коллеги, это только небольшая часть информации, которую мы хотели до вас донести. Мы осознаем, что сегодня в Республике Коми в рамках именно сохранения родных языков в нашем поликультурном обществе есть результативность, которая сегодня достигается благодаря именно такой профессиональной коллаборации. Уважаемые коллеги, спасибо. Я думаю, спасибо что вам, я Галина Владимировна. Да. Спасибо большое. Спасибо. Продолжим. Уважаемые коллеги, я еще раз призываю вас придерживаться регламента, потому что у нас выступающие еще есть, и мы забираем их время, получается. Продолжим. Изучение родных языков предполагает, как вы понимаете, системность и преемственность. Дошкольное образование, система среднего общего образования и, конечно же, система высшей школы. Какие же успехи есть в изучении родных языков, наблюдаются и какие наблюдаются в современном вузе, мы узнаем из выступления Латфулиной Ландыш Гениатовны, доцента Московского государственного педагогического университета, преподавателя татарского языка. Хочу поделиться кратко нашим опытом и проблемами, которые возникают в работе при руководстве магистерскими программами татарская филология и тюркская филология и культура. И, конечно же, передаю пламенный привет из Московского педагогического государственного университета, более конкретно из Института филологии. По инициативе руководства ректора Московского педагогического университета Лубкова Алексея Владимировича и директора Института филологии Чернышовой Елены Геннадьевны был произведен набор в 2018 году по магистерской программе «Татарская филология». И через 2 года все магистранты успешно защитили свои магистерские диссертации. И далее был произведен набор уже в 2019 году более содержательная магистерская программа «Тюркская филология и культура». Тюркская филология. Конечно же, миссия данной образовательной программы, то есть широко эрудированных магистров, это подготовка филологов высокой квалификации. И была проведена большая работа, и данная работа и сейчас продолжается. Были утверждены и учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, рабочие программы практик, программы государственной итоговой аттестации, оценочные материалы и методические материалы в том числе.
В подготовке филологических кадров по данным направлениям, конечно же, осуществляется на основе богатых традиций авторитетных научных школ Института филологии Московского педагогического государственного университета. И большая часть, конечно же, большую часть ведет Институт филологии во главе с профессором Добродомовым. Его аргументированные выступления, основанные на фактах, явлениях десятков языков нашей страны, всегда вызывают большой интерес и у студентов, и у магистрантов. А выводы и рекомендации, конечно же, носят для многих молодых ученых методологический характер. Я сейчас продемонстрирую те дисциплины базовой части, в том числе вариативной части, где преподается татарский язык, турецкий язык, введение в тюркологию, религии в культурах тюркских народов, конечно же, литература народов Российской Федерации. Ну и практика, учебная практика. А сейчас вот второй курс магистранты, они сейчас находятся пишут магистерские диссертации и скоро перейдут в преддипломную, да, в часть преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной работы. Конечно, выпускники программы получают знания в области истории, в области методологии филологического образования. Они осваивают стратегии, тактики обучения турецкому языку, татарскому языку и татарской литературе, также стратегии чтения, понимания текстов, различных текстов, типов, приобретают опыт применения современных подходов к анализу и интерпретации художественных текстов. И, конечно же, обогащают опыт проведения научного исследования в области тюркской филологии и культуры. Но несмотря на то, что переход на уровневую систему высшего образования произошел около 15 лет назад, конечно же, остаются и проблемы. Ну, в основном, особенно по направлению изучения, сохранения родных языков. Первая проблема для нас был трудным оказался кадровый вопрос, то есть обеспечение преподавателями, специалистами, тюркологами. Вторая проблема – это трудности неравная, то есть неравная подготовка студентов, неравенство в знаниях. Да, некоторые студенты полностью, поступая в магистратуру, они полностью меняют специализацию. Ну и трудности, конечно же, сталкиваемся с такими трудностями студентов при совмещении студентов с работой. Что хотела еще добавить, что вот невозможность реализовать, да, знания в высших учебных заведениях на родном языке, то есть на ступени бакалавриат и магистратуры, это приводит к тому, что языки коренных народов России, они перестают, да, развиваться, в научном аспекте и медленно превращаются в кухонные. А для того, чтобы это не происходило, изучение именно продолжение изучения родных языков после школьного образования в высших учебных заведениях, в конкретном случае Российской Федерации, научный подход к языку, изучая родные языки именно в литературе, терминотворчество, да, можно сказать, не должно останавливаться, и потребность вот в языке должна выходить за рамки обиходно-бытового употребления. Несомненно, сегодня Республика Татарстан, да, выступает за то, чтобы школьники могли сдавать единые государственные экзамены на татарском языке, а студенты защищать на нем высшие квалификационные работы, в том числе и магистерские диссертации.
У нас минута. регламент, прошу прощения. Да. Недавно вот в Казани, Елабуге, да, стартовавшие экспериментальные полилингвальные детские сады замечательные, школьные классы, где обучение проходит на 3 и даже более языках, вот русском, татарском, да, английском языках. Это, конечно же, все замечательное. Вот такие вот образовательные инициативы сегодня особенно важны. Они могли бы сильно стимулировать развитие татарского языка, сохранить язык, который обладает богатой историей, да, мощным лексическим и грамматическим ресурсом и, конечно же, творческим потенциалом. Вот, Спасибо конечно, большое, Ландыш Гинятовна. хотелось бы Виктор Ахмед. сказать, да, словами Расула Гамзатова, пусть у нас, у каждого человека будет своя звезда. То есть для меня, он говорит, что языки народов – это как звезды на небе. Да, спасибо за внимание. Ландыш Гинятовна, тут вопрос у нас поступил. Сколько человек учатся по программе? По программе учатся 14 человек. Был бюджетные места 14, и вот мы набрали на эти бюджетные места 14 человек на сегодняшний день учатся. Спасибо большое. Спасибо. Зур Ахмед. Продолжим. Текущий год, как вы знаете, для нас стал настоящим испытанием, и в целом для системы образования пандемия коронавируса внесла ощутимые коррективы в деятельность наших педагогов. Мы все ощутили острую необходимость оперативного освоения дистанционных платформ для изучения родных языков. Благо в этом направлении были уже хорошо зарекомендовавшие себя онлайн-платформы. Одним из таких является, естественно, дистанционная платформа онлайн-школы «Онателе». Сегодня с нами руководитель центра онлайн-школы «Онателе», Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, доцент кафедры общего языкознания и тюркологии Института филологии Фатхулова Кадрия Сунгатовна. Вам слово, Кадрия Сунгатовна. Хайырлы күн, Эмиль Эфенди, хайырлы күн, Илгиз Эфенди. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Приветствую вас от имени Казанского федерального университета. И, как было сказано уже во многих выступлениях, одним из самых эффективных средств в условиях глобализации и сохранения родного языка являются дистанционные курсы. И позвольте представить вам, сейчас откроет презентацию, пожалуйста, дистанционную школу, онлайн-школу «Онателе». Презентация открывается, да? «Онателе» – это материнский язык. Такое название нашей онлайн-школе дал президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Именно по его поручению была создана эта онлайн-школа в 2013 году, и в течение 7 лет она служит всем тем, кто желает изучить татарский язык, не только в Республике Татарстан, не только в Российской Федерации, но во всем мире. Эта школа является бесплатной онлайн-школой, является пропагандистом татарского языка во всем мире, можно сказать. Вы видите интерфейс этой школы. Каждый, кто желает зарегистрироваться в этой школе, по адресу onatele.ef.com, сейчас вы видите на сайте, на слайде. Интерфейс создан на 3 языках: татарском, русском и английском. Вот интерфейс этой школы. Итак, проект был осуществлен Министерством образования и науки Республики Татарстан, Казанским федеральным университетом и Международной школой изучения английского языка English First. В этой школе всего обучается на данный момент, сегодня, это реальная цифра, более 26 тысяч пользователей. Из них 1000 человек – это представители зарубежных стран, ближнего и дальнего зарубежья. Около 6000 пользователей – это представители Республики Татарстан. Остальные – это представители различных регионов Российской Федерации. Наиболее активные пользователи вы видите на слайде. Это из Казахстана, Киргизии, Украины, Беларусь, а также дальние зарубежья: Япония, Германия, Китай. Это страны, где очень много татарских диаспор, где проживают компактно татары, но татарский язык изучают не только, скажем, татары, а представители разных национальностей. Вы видите адрес, по которому можно зарегистрироваться. Итак, в самой школе представлено 9 уровней.
по международным языковым компетенциям это уровни А1, А2, Б1, Б2, то есть начальный уровень с нулевого уровня начинается, и пользователи достигают, скажем, продвинутого уровня. На сегодняшний день более 70% пользователей это обучающиеся на элементарном первом уровне. А вот достигают уж, конечно, самые крепкие, самые сильные духом, скажем, которые доходят до 9 уровня. На слайде видите вы, какой огромный контент этой онлайн-школы, сколько там уроков, сколько упражнений, аудиофайлов, видеосюжетов, а также есть специальные лаборатории произношения, письма и лаборатории грамматики. Каждый пользователь в этой школе может отслеживать свой прогресс, он может пользоваться блокнотом, онлайн-переводчиком и грамматической лабораторией. Вот так выглядит блокнот, то есть где сосредоточена вся лексика, так выглядит онлайн-переводчик, так выглядит грамматическая лаборатория. И вот так выглядит один урок, например, урок татарского языка в онлайн-режиме. Например, если вы на первом уровне изучаете тему цвета и числа, перед вами 5 этапов этого урока. Всегда начинается с видеосюжета, с видеофильма. Пользователи смотрят этот очень интересный видеосюжет, где участвовали артисты татарского театра имени Камала, выполняют различные упражнения. На каждом этапе, нужно сказать, от 2 до 5 упражнений. Каждый пользователь, значит, проходит вот эти все, выполняет эти упражнения и идет дальше к следующему уроку. Вот так представлены в каждой теме 4 урока, всегда 4 урока присутствуют, темы обозначены и те же этапы. В конце этого урока в конце раздела, дан обзор, где представлена вся лексика, можно послушать озвучку, вы видите, да, увидеть транскрипцию и увидеть перевод на русский и на английский языки. Самые интересные упражнения в онлайн-школе – это, конечно, видеосюжеты, это различные упражнения, которые обучают пользователя не только каким-то лексическим, грамматическим материалам, но, самое главное, они учат говорить, участвовать в речевой коммуникации. Вот такие упражнения. После того, как уровень пройден, все упражнения сделаны, пользователь должен пройти уровневый тест. Они представлены в 4 блоках – это грамматика, лексика, аудирование и чтение. После того, как вы пройдете уровневый тест, вы можете нажатием одной кнопки распечатать себе сертификат, что вы прошли уровень 1 или уровень 2 и так далее. Самым важным элементом и компонентом, в отличие от многих дистанционных школ и онлайн-курсов, является самый важный компонент – это наличие живых разговорных уроков. Вот мы, филологи Казанского федерального университета, каждый день по вечерам с 7 часов до 9 часов проводим реальные уроки в режиме реального времени со всеми пользователями, независимо, где они проживают, независимо от уровня обучения. То есть мы ведем живые разговорные уроки, которые пользуются огромным спросом, огромной популярностью. В разные годы в нашей школе обучались представители разных городов Российской Федерации. Вы видите москвича-переводчика Олега Милентьева, русского, который выучил татарский язык благодаря этой онлайн-школе. Вы видите Рената Галимова из Томска. Вы видите Равиль Закирова из Петербурга. Это реальные люди, выучившие татарский язык с нуля. Лилия Хусаинова из Твери, Прожиров Павел, Уфа, сейчас изучает татарский язык в онлайн-школе. Алкин Александр из Красноярска, сам русский, но у него корни татарские. И он, зов предков ощутив, решил изучить татарский язык. Ильдар Мустафин из Казахстана и наши зарубежные пользователи. Перед вами Николай Заруев, он сам из Иркутска, переехал в Канаду много лет назад, по линии матери у него родственники татары, и вот он сейчас в далекой Канаде изучает татарский язык. Перед вами Бернард Монат, он дипломат, знающий 11 языков, он специалист сам по турецкому языку. И когда, выйдя на пенсию, он из Франции перебрался в Испанию и захотел изучить один тюркский язык, в интернете что он нашел? Он нашел только школу изучения татарского языка из 30 тюркских языков. Вот такое достижение Республики Татарстан. И перед вами уникальная личность, вы, наверное, слышали об этом японце, как мы говорим, чистокровный японец Юта Хисияма, который
благодаря онлайн-курсам выучил татарский язык, приехал в Казань на Международную олимпиаду по татарскому языку, завоевал гран-при и получил из рук нашего президента грант на обучение в магистратуре. Не испугавшись, он приехал в Казань и 2 года изучал тюркские языки по направлению подготовки, татарский язык, и в настоящее время он аспирант Токийского университета, и впервые в истории этого университета он ввел преподавание дисциплины татарский язык. Вот как продвигают иностранцы наш родной татарский язык. И завершая свое выступление, я хочу сказать, что в нашем университете функционирует центр сопровождения онлайн-школы «Анателе», куда приходят учителя татарского языка из разных регионов Российской Федерации, иностранные студенты. Вот здесь на фотографии вы видите наш центр, и учителей из Тюменской области, учителей татарского языка. Самое главное достижение нашей онлайн-школы, вот мне очень приятно, что Федеральное агентство по делам национальностей в 2019 году проводил конкурс «Ключевое слово», и наша школа признана лучшим мультимедийным проектом. Итак, благодарю вас за внимание, мои координаты. Если у вас есть вопросы по организации и так далее, всегда можете обратиться, всегда готова помочь. Благодарю за внимание. Рахмет. Да, попозже, пожалуйста. Рахмат, большое спасибо. Да, действительно, пример Юта – это уникальный пример нашего татарского и японца. Уважаемые коллеги, говоря о сохранении родных языков, мы отчетливо понимаем, что на нас лежит ответственная миссия по популяризации родного языка среди детей и молодежи. И в этой связи я с удовольствием хочу предоставить слово Фарисову Фариту Фарисовичу, председателю региональной общественной организации Татарской национальной культурной автономии татар города Москвы, для выступления на тему «Новаторский подход к популяризации татарского языка среди детей и молодежи». Исәмесез, хөрмәтле дуслар, кан достарым, милләттәшләр. Барыгызны чын күңелдән сәламлыйм. Айрыша безнең сөйкемле хатын-кызларыбызны. Я приветствую всех присутствующих на втором государствообразующем языке татарском и особенно выделил наших женщин. Почему? Вы сейчас узнаете из моего выступления. Коротко о нашей истории. Автономия была создана в 1996 году, в 1998 году она была зарегистрирована. Мы проводим около 150 социокультурных мероприятий с охватом больше несколько сотен тысяч человек. К сожалению, с апреля месяца мы должны были остановить деятельность и подвести, чтобы не подводить наших посетителей и учеников, перевести в другой формат. С апреля кружки, студии переведены на дистанционный формат. Переход на онлайн позволил нам значительно расширить аудиторию наших образовательных проектов, направленных на сохранение татарского языка. И даже те мероприятия, которые мы проводили, нас стали не пугать. Даже сначала мы собирали на конференции по 8 тысяч человек, потом на мероприятия по 30 тысяч с посещением. И закончили уже, у нас есть миллионные мероприятия, которые мы с посещением прошли как миллионные. Это просто я как бы вас довожу до вашего сведения. Сегодня нужны разнообразные формы. Вы, Фадин, знаете об этом, присутствовали. Вы прекрасно понимаете, что мы выходим за пределы Москвы, узнаваем. Сегодня нужны разнообразные формы изучения языка. Тезисно, как вы просили, я буду говорить. Изучать родной язык должно быть легко и интересно. К сожалению, в Москве больше 70% татар не разговаривают на родном языке, и мы их призываем разговаривать, потому что приводим пример наших русских братьев. Мы же не знаем русских, которые не разговаривают на русском языке. Татары тоже должны также знать свой язык. Приведу пример. На сегодняшний день татарский язык на курсах автономия. Только у одного преподавателя более 60 человек. 5 групп. 1 очная, 3 онлайн, а также экспресс-курс. Ведет Альбина Валеева, филолог, преподаватель татарского языка и литературы. Нельзя не отметить в Москве такого преподавателя, как Шакирова Роза Джабаровна, директор школы 1186. И, конечно же, нельзя, будет несправедливо не отметить, девушку, которая здесь присутствует, это девушка Лилиана Сафина, которая является одной из передовой, не в Москве, в России. Прошу обратить на нее особое внимание. Тоже коротко скажу. Идея проекта. У нас новый проект соединяется. 2. Это Эшсюс. Идея проста, выражается в одном золотом правиле. Каждый татарин, встречаясь с татарином, должен произносить 3 любых татарских слова в обиход. 3 любых. Исамесес, халярничек,
Если кто не хочет так говорить, он может просто отвечать: купите наш файда. Если мы вот этого добьемся. Вы не говорите много, нет пользы. Ну и, конечно, мы переходим к заданию, которое только что нам дали. Мы хотим сказать, что мы одни из передовых, и отвечаем здесь другой девушке, которую зовут Светлана Анатольевна. Мы выполняем ваше задание и уже перешли к новаторским действиям, на которые вы должны обратить внимание. Оно называется «Учим татарский язык с Ак-Буре». Что это такое? Анимационный сериал. Взят, в общем-то, анимационный проект, направленный на повышение интереса к изучению татарского языка, татарской культуры у детей, разработанный автономией татар и студией «Татар мультфильм». Также вот Ландыш у нас выступала, она является экспертом. Еще и является экспертом тоже с Министерства образования, Министерства культуры, которые захотели остаться за скобками. Проект идет с апреля месяца, так как он идет вне бюджетное финансирование. Но я хочу сказать, что мы добились таких больших высот, не то что Исабон такие хорошие. Нам есть прямая поддержка Рустам Нургалиева, такого человека. И мы делаем даже, поставляем кадровый резерв Республики Татарстан. Ну вот, например, посмотрите, слева от меня сидит высокий блондин с голубыми глазами и голливудской улыбкой. Это у нас Эмиль Венерович. Он тоже у нас наш активист, да, с культурно-национальной автономией, который возглавлял молодежные движения. Это наша звезда. Что по поводу татар-мультфильма? Мы взяли с апреля месяца, протестировали все западные аналоги, взяли героев, были 14 героев, то есть это были, в общем-то, ну, Чак-Чак, если вы видите там, потом даже, ну, такие нелепые названия. Мы всех их обработали в течение месяца, и был выбран Ак-Буре. Почему? Потому что проходил чемпионат мира. Там был кто у нас? Волчонок. Ну, русских братьев, волчонок. Почему у нас должно быть не волчонок? Тоже Ак-Буре. Белый. Почему? Потому что в каждом татарине живет волк. Черный и белый. Черный – это все плохое, белый – это добро, зло и добро и справедливость. Побеждает тот волк, которого мы больше кормим. Поэтому у нас у татар белый волчонок. Он идет из каждого, в общем-то, 30 серий на сегодняшний день готовится. Каждая серия – это определенная буква, азбука. В анимационном приложении делается еще компьютерное приложение. И такое же приложение делается на компьютерных носителях, чтобы каждый, то есть, имел его при себе. Каждый ребенок и будет его иметь, потому что у нас есть целая программа, направленная на 2021 год. Мы придем в каждый дом, мы придем в каждый телефон, мы придем к каждому ребенку. Проект направлен на возраст. Первая серия – это русско-татарские серии от 1,5 до 3,5 лет. С пропеванием, с музыкой, с нагрузкой. Мы хотели превзойти западные аналоги, и я думаю, что нам это удается. Наблюдать это мы вас всех присутствующих приглашаем. 25 декабря будет уже презентация. Наши всегда... Фаден, могу сказать, что он всегда подставляет. Надеемся, в будущем будет подставлять свое крепкое плечо в культурно-национальной автономии. Также вот готовится следующая серия. Это целая программа. Мы сразу хотим сказать. Это программа. То есть мы не смотрим на те принятия решений, которые есть в государственных программах. Мы идем своим путем. Шли, идем и будем идти. Следующая программа – это русско-татарско-английская версия, где будет изучать тоже в таком же виде, с такой же нагрузкой лингвистической. Также идут параллельно книжки-рассказки с посещением истории, с посещением городов. Например, Ак-Буре приезжает в Москву, он приходит на Казанский вокзал, потом идет на Татарскую улицу, посещает Татарский центр, потом идет дальше, идет на Татарский остров напротив Кремля, который находится на гостинице «Балчук». Балчук – это у нас глина. Каждый волчонок это будет изучать. И будет смотреть куда? На Кремль. А в Кремле что? Первое, что он видит с Балчука, это Бекмамбетовская башня. И мы должны знать, и каждый русский, и каждый россиянин, что какой самый первый, в общем-то, храм был построен в Кремле. Это Чудов монастырь. Почему он был построен?
потому что чудо сотворил патриарх Алексий, который вылечил. Это кто должен? Это братство, единение. И в общем-то, финалом этого говорит о том, что мы едины, неразделимы и поэтому никогда не победимы. Коротко, тезисно. На 2021 год у нашей автономии 3 самые главные задачи. Это перепись, родной язык и 1100-летие принятия ислама. На чем мы будем, в общем-то, сосредотачиваться. Так, Светлана Антоновна, я сказал. Президент упомянул. Да, и очень, ну, в общем-то, у нас, вот, например, есть священнослужители, каждую пятницу, это 55 раз в году, они говорят на татарском языке и проповедуют, в общем-то, ну, знание татарского языка. Я хотела о них обязательно упомянуть, потому что это делает и муфти шейх Равиль Ленизов. Большое спасибо, извиняюсь за дерзость, только суровая необходимость заставила меня удлинить на 30 секунд. Я делаю блок, в словах и буквах знаю толк. Язык татарский изучай, со мной песню повторяй. Смотри, вот яблоко и полма, весь мир от яблок без ума. Золото держи, не дашь, ты другу яблок отдашь. А чтобы слово не забыть, еще раз надо повторить. Мак на яблоне растет, мак на вкус как сладкий мед. Мак, со мною новой встречи, слов так много впереди. Хватит, а то у нас еще презентации не было. Все, я извиняюсь, дополню. Я запомнить хотел, это у нас финансирует Рустам Магдеев, бизнесмен, который пришел и сказал, увидел программу, в которую полностью погрузился. Ну и, конечно же, как памятник у нас, например, Мусе Джалилю, памятник у нас Абдуле Тукаеву. Все это могло случиться только нашему двигателю прогресса в Москве Ахмедшину Равиль Калиновичу. Уважаемые коллеги, сегодняшняя тема нашего круга стола была связана с процессами глобализации и ее влиянием на изучение родных языков. Вот об этом более подробно выступление следующего спикера Артема Селины Идусовны, который является основателем и руководителем онлайн-школы татарского языка «Гитлерия». Селина Идусовна, слово вам, пожалуйста, тоже придерживайтесь регламента. Всем здравствуйте, добрый вечер. Я являюсь основателем онлайн-школы татарского языка «Иделия», город Казань. Но начну с такого стихотворения Расула Гамзатова. Наверное, многие из вас слышали. «Всегда во сне нелепо все и странно. Приснилась мне сегодня смерть моя. В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижно я. Так я лежал и умирал в бессилии. И вдруг услышал, как невдалеке 2 человека шли и говорили на мне родном аварском языке. И смутно слыша звук родимой речи, я оживал, и наступил тот миг, когда я понял, что меня излечит не врач, не знахарь, а родной язык. Кого-то исцеляет от болезней другой язык, но мне на нем не петь. И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Я за него всегда душой болею. Пусть говорят, что беден мой язык. Пусть не звучит с трибуны ассамблеи, но мне родной, он для меня велик. Удивительные слова, сколько в нем любви и такого нежного отношения к своему языку. И вот я хочу, чтобы у всех людей было такое отношение к своему родному языку, и чтобы они стремились его изучать, помогали его развивать, помогали его сохранять. И меня удивляет, что вот в Дагестане 14 народных языков, да, 14 народов, вернее, 14 народов, да. Да, и они, многие из них очень малочисленные, но они все знают свой язык, все. И мы, татары, 8 миллиардов в мире, но мы не все знаем свой язык. Я волнуюсь, да, простите, пожалуйста. Волнуюсь, извините, пожалуйста. И поэтому хотелось бы, чтобы все как бы представители своих наций знали свой родной язык. И на этом фоне возникло желание
дать возможность людям изучать свой язык из любой точки мира, из любой точки земного шара. Потому что в моем случае, да, татары живут в разных уголках мира, страны, и поэтому они не могут изучать язык фактически, и им нужна вот эта возможность онлайн. И 2020 год действительно показал, что онлайн удивительная возможность изучать не только языки, но все что угодно. И не выходя из дома, не тратя время на дорогу, не экономя деньги, можно заговорить на своем родном языке, изучить его и говорить на нем свободно и легко. И вот с 2019 года у нас уже действует онлайн-школа татарского языка. Сейчас очень кратко расскажу, на что мы ориентируемся и в чем наша суть. Мы расположены на платформе GetKurs, возможно, многим из вас она знакома. getkurs.ru, на ней расположены очень большое количество различных курсов, и наш курс тоже там. Наш курс состоит из теоретической части и из практической части. Теория расположена на платформе, где ученики могут просматривать заранее записанные видеоуроки, грамматику и выполнять различные домашние задания, да, рабочие листы. Мы это назвали Татаршак Workbook. И люди там выполняют письменно домашние задания, они их потом прикладывают на нашу платформу, чтобы мы могли проверять и дать им обратную связь, правильно они выполнили это или нет. Вторая часть, практическая, проходит с персональным куратором, который каждый день созванивается с учеником в удобное для него время и в течение 20 минут проводит речевые разговорные уроки только на татарском языке. Буквально 1-2 ответа на русском языке, если есть какие-то организационные моменты. Потом разговор идет только на татарском языке, и это вынуждает людей выходить из зоны комфорта и добиться своей цели. Потому что, когда мы разговариваем через телефон, мы не видим жестов, не видим мимики, которые нам помогают понять человека, да? Мы только слышим речь. И в данном случае наш мозг очень сильно напрягается и пытается понять человека только на слух, да, уловить вот эту вот суть. И это убыстряет изучение языка. Такие уроки проходят каждый день. Сам курс длится 2 месяца. И из-за того, что он такой интенсивный, маленький срок все равно приводит человека к результату. Еще один момент. Почему мы сделали речевые уроки всего по 20-25 минут? Потому что кратковременная память человека способна запоминать до 7-8 единиц информации. И эту 7-8 единиц информации человек запоминает всего в течение 15-20 минут. Дальше уже смысла нет человеку давать новую лексику, новые слова. Надо вот в 10-15 минут уложиться, поговорить, и человек запомнит эти моменты. Такую практику предложил еще в 1956 году Джон Миллер, американский психолог. Он сделал вот это открытие про единицы памяти и доказал, что людям достаточно 20 минут, чтобы запомнить основную информацию. Вот мы на этот принцип и основываемся. Также мы занимаемся не только обучением языку, да, мы миксируем эту нашу теорию по грамматике и практические уроки, миксируем различными подкастами, видеоуроками, видеоэкскурсиями по Татарстану, по городу Казань, да, рассказываем про различные традиции и обычаи татарского народа, историю татарского народа, что немаловажно, потому что когда человек изучает язык, он изучает благодаря этому и историю, и культуру своего народа. Это очень важно. Все, 1 минутка. И это очень важно. Поэтому я призываю, дорогие участники, все мои мамы, папы, у нас есть братья, сестренки, внуки, да, давайте будем на уровне семьи внедрять воспитание, когда мы разговариваем с детьми, когда мы их воспитываем что-то делать, будем внедрять это с маленького возраста. И тогда, когда они уже вырастут, они будут осознанно понимать, и они уже будут знать этот язык. Если родители будут работать с детьми, государству, школам будет легче работать с ними. И языки будут сохраняться. Это касается не только татарского языка, это касается всех национальных языков. Желаю всем языкам и национальностям процветания, чтобы никто не затерялся, не потерялся, чтобы все языки были живы и чтобы они действовали. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, мы постоянно следим за успехами наших друзей в Республике Бурятия, за их инициативной деятельностью, направленной на сохранение родного бурятского языка. Также хотел заметить, что успешное изучение родного языка не мыслимо без поддержки института семей, про который сегодня Екатерина Алексеевна сказала.
Наш спикер из Бурятии расскажет о своем опыте создания и развития интернет-проекта для раннего изучения бурятского языка в семье «Малыш». Слово вам, уважаемые коллеги, автор проекта. Наш интернет-проект, он направлен на возраст как раз от нуля. Ну, от нуля как бы мы не можем с детьми заниматься. В первую очередь он направлен на родителей, помощь родителям, которые хотят заниматься с детьми родным языком, в том числе где-то за рубежом или не находясь в Республике Бурятия, потому что очень, ну, не находясь в среде, это очень трудно как бы делать, и родителям нужна поддержка. Я сама такая мама, которая проживает в Москве, у меня родился ребенок, и я начала его учить бурятскому языку. И тут я тоже столкнулась с разными проблемами, отсутствие среды, отсутствие контента на языке. Дальше можно перелистнуть. Вот мы создали это уже потом. И дальше несколько кадров. Это вот мы втроем, 3 мамы уже. И давайте я сразу скажу, вот контент, с чего началось. Я обратилась к продюсеру «Синего трактора», написала ему письмо с просьбой озвучки их мультиков, да. На что он мне дал согласие. Да, это просто как бы удивительная история, потому что многие корпорации просят деньги и так далее, а здесь сам продюсер, он предоставил даже студию в Москве свою на озвучки, для озвучки. Но единственная у него была просьба, это профессиональная, чтобы были профессиональные артисты. Я искала профессиональных артистов, и так мы познакомились с Маргаритой Морозовой. Это общественный деятель, она сама из Бурятии, журналист, который тоже болеет бурятским языком. С сыном пыталась, но она сама русская, в общем-то, да. И она предложила, у нее были связи с артистами нашими, которые учились здесь, в Щукино. Они стали озвучивать этот мультик. Да. Здесь мы это делали на полном энтузиазме, бесплатно, как бы, на студии. Ребята бесплатно, мои друзья-переводчики, переводили. И даже у нас кандидат филологический наук с БГУ, она редактором выступает, тоже все это на собственном как бы энтузиазме делает. В общем, это было создание контента. Затем мы решили создать такое общество, где будем говорить, ну, дальше можно перелистнуть, о проблемах билингвизма, потому что все родители сталкиваются с сомнениями, со страхами. Особенно вот я сама читала многих авторов там, русскоязычных, которые уехали за рубеж, и они говорят, что вот был страх там, с 2 до 4 лет, вообще страх того, что он ни один язык там, ребенок не освоит, потому что идет смешивание языков, там, задержки развития речи. Очень многие боятся задержки развития речи и просто перестают учить родному языку. Причем у современных детей такая тенденция идет, что у многих происходит задержка развития речи почему-то, ну, и непонятным причинам. Но многие современные как бы, исследования говорят, что причина не в многоязычии. Ну, есть как бы, причины другие, может быть, даже медицинские какие-то причины, но нужно это многоязычие правильно вводить, правильно разделять языки, чтобы быстрее перескочить как бы, этап смешивания и так далее. Мы об этом во всем в своем блоге пишем. Эти темы раскрываем, ну, даем советы родителям. Дальше, пересите дальше, да. А также мы выпускаем такие ролики, уроки рисования. У нас Юля, третья наша в команде, она рисует, она профессиональный дизайнер. Она рисует, записывает вот это на видео, и мы добавляем озвучку детскими голосами. Мы это тоже опытным путем вывели, то, что дети лучше смотрят озвучку, когда детским голосом озвучивается. Потому что сначала я озвучивала, потом мы попробовали с детьми они прям залипают, по несколько раз могут смотреть. Эти ролики у нас подхватили бурятские детские сады, которые учителя в бурятских детских садах, которые учат детей, и стали отмечать нас по хэштегу там, в Инстаграме, как они занимаются с детьми на уроках уже, по этим нашим урокам. Дальше, можно дальше. Также у нас есть подборки тематические, вот такие делаем, из бесплатных, на стоках было бесплатных фотографий, тоже озвучка и фразы, чтобы вот, я люблю делать, вот, я люблю то делать, я люблю другое делать. Фраза одна, и чтобы человек вот эту фразу, ну, ребенок, да, запомнил фразу, и потом он может любое новое слово вставить туда. Это тоже как бы тоже по методике такой сделано. И тематические подборки фотографий, там и овощи, фрукты, у нас очень много роликов, это как бы наша рубрика постоянная уже. То есть дальше. Также мы проводим марафоны, потому что многие родители, они хотят заниматься с детьми, но чтобы усилить слабый язык,
ну, а язык, который, ну, не среди, он, естественно, слабый, нужно, чтобы ребенку было интересно заниматься. А играть с детьми, ну, многие родители не умеют каким-то интересным, там, что-то нарисовать, что-то скрепить, что-то, ну, сделать, они не знают, чем заняться. Для этого мы проводим вот такие марафоны, где мы предлагаем вот слова и саму деятельность. Там вот у нас календарь погоды, мы делаем окошко. Ну, детям очень нравится, они как бы используют. И с бурятским языком у них приятные ассоциации. То есть иногда родители настаивают на языке, и у детей бывает такой протест, когда он, ну, скучный, неинтересно, просто уроки, нужно их разнообразить. Этим мы тоже занимаемся, помощь. Дальше. Да. Вот. Следующее, это мы вот делаем ролики с куклой. Мы даже купили хромакей. Такие вот дети тоже с удовольствием смотрят. Да. Куклу, ну, заказывали куклу. Маппет шоу, помните, был Кермит и так далее. Вот такое шоу, это, в принципе, недорого делать с артистами. Да? Дальше. Во время пандемии, когда наши артисты Бурдрама и у нас 2 театра национальных есть, мы запустили проект «Шагнешь, малыш, ты слушай, малыш», чтобы артисты наши начитали сказки на бурятском языке. И эти ролики крутились на нашем телевидении. С телевидением тоже договорились, чтобы они их по выходным крутили. У нас выходим мы прямые эфиры с мамами с разных стран, вот с Майами, с Абу-Даби, как их опыт они делятся, как они в другой стране. Ну, это очень вдохновляюще для многих мам, которые, например, в Бурятии не занимаются детьми, а тут опыт мамы, которая в Абу-Даби учит с детьми и сохраняет там у ребенка 5 языков, и она бурятский язык сохраняет с ним, да, это как бы вдохновляющие такие. Также мы делимся опытами вот с калмыками, с якутами, тоже прямые эфиры проводим. Дальше. У нас мы выиграли грант на, ну, Маргарита, у нас физлицо выиграла грант на создание сайта. Сайт медиатека, но он пока у нас технически готов, но мы его наполняем, потому что опять это проблема разрозненного контента. Есть на бурятском контент, книги и так далее, но они везде на каких-то разных ресурсах. А чтобы родители нашли его, ну, для них потребуется очень много времени. И поэтому мы хотим в одном месте это все собрать, чтобы любой родитель зашел и сразу книги, мультики, уроки и так далее. Ну, все было в одном месте. Там устроены ссылки на YouTube. То есть на YouTube у нас много каналов, которые что-то делают, там много энтузиастов. Мы все это вкладываем, ну, хотим выложить на наш сайт. Дальше. Ну, вот это наши отклики в соцсетях, как дети рисуют, как там участвуют в марафонах. По нашим да. И это тезис важный, что гениальный. Да. Ну, вот что у нас здесь. Создание песен, самый интересный момент, вот чем бы мы хотели заняться, и какие у нас шли вот планы и переговоры. Вы знаете логарифмику Сергея и Елены Железновых, может, кто-то слышал, да? Мы с ними разговаривали по поводу того, чтобы, ну, тут уже говорил, что вот создаются песенки, а есть очень много англоязычных песенок, да, таких простых, там, ручками похлопаем, ножками потопаем, когда ребенок двигается и при этом простые фразы произносит. Это очень хорошо, ну, развивает самого ребенка, ну, не только там языку учит, но и развитие музыкальное, физическое и так далее. С ним были переговоры по поводу авторских, ну, прав, он готов сотрудничать, ну, это стоит, ну, определенную там сумму денег, в принципе, небольшой, 15 тысяч он сказал на 10 песен, 1,5, да, буквально, да, это смешные деньги, но, понимаете, у нас получается проект просто из 3 человек, которые сами по себе, ну, семейный бюджет, да. А в целом можно создавать и ролики с его песнями из анимации простой, а можно также делать анимацию, да. Перевести эти песни, в принципе, это дело 5 минут, это очень простые слова там. Самое дорогое – это создать музыку, на самом деле. Также есть вот песни англоязычные, у которых нет как бы авторских прав, да, вот, например, Акуленок и еще очень много народных песен. Единственное, что здесь такая проблема с авторским правом, что нужна своя аранжировка. Чужую аранжировку мы не можем использовать.
ее можно свободно переводить, свободно эту музыку использовать, но нельзя чужой аудиовизуал использовать и музыку. С таким настроем у вас передвижение. Да, музыка стоит там тоже. Хотели бы услышать выступление наши коллеги из Чувашского республиканского института образования, Министерства образования Чувашии, кандидат филологических наук, доцента, исполняющая обязанности кафедры этнокультурного образования Анны Семеновны Егоровой. Добрый вечер, я слушаю вас. Добрый вечер. Семенова, пожалуйста, регламент, хорошо? Хорошо. Спасибо. Сохранение родных языков – задача общая. Думается, никого не надо убеждать в том, что родные языки – это одновременно и культура, и образ мыслей, и это огромное достояние человечества. В федеральных государственных образовательных стандартах широко обозначена задача по сохранению и развитию культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа России, обеспечению права на изучение родного языка. В настоящее время в Чувашской республике действует 14 общеобразовательных организаций. В 164 школах обучение ведется на чувашском языке на начальном уровне, в 14 школах на татарском. В остальных 236 организациях языком обучения является русский язык. Из них в одной школе изучается мордовский язык. Чувашским республиканским институтом образования организовано постоянное методическое сопровождение обучения родным и государственным языкам. Проводятся курсы повышения квалификации, проводятся разные мероприятия для педагогов, для обучающихся. Разработана программа по родному чувашскому языку и литературе и государственному чувашскому языку, которые размещены в ФГОС-реестре. Разрабатываются новые линии УМК. Вроде бы все неплохо. Реализация вышеназванных стандартов и вся наша перечисленная работа должна нам помочь сохранить родные языки народов России и полноценно развивать их дальше. И поводов для беспокойства не должно быть. Однако внесение изменений в федеральный закон об образовании в Российской Федерации в части выбора родителями обучающихся языкообразования, изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, внесло существенные коррективы в образовательный процесс национальных республик. Передача ответственности за сохранение национального языка родителям привело к сокращению количества изучающих чувашский язык в городских школах. Двуязычные семьи вынуждены отказаться от одного родного языка. К сожалению, чаще всего семьи отказываются от родного чувашского языка в пользу русского, объясняя выбор необходимостью сдавать ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку. И даже в чувашских семьях, особенно в городских, часть родителей, будучи не против, чтобы их дети знали родной язык, все-таки считает, что надо дать им в первую очередь тот язык, который понадобится в учебе, овладении профессией, трудоустройстве, карьерном росте. Сейчас много пишут о преимуществах билингвизма, об одаренности детей-билингвов. В основном об этом говорят ученые-специалисты. Но, к сожалению, многие родители до сих пор считают, что особой разницы между билингвами и монолингвами нет, что талант и одаренность совсем не обязательно зависит от того, сколькими языками владеет человек. Межпоколенная передача этнического языка в мегаполисе достаточно слабая. Чувашский язык используется во внутрисемейной сфере, главным образом в качестве тайного языка между родителями, с целью скрыть от детей в разговоре некоторые дети. Чтобы сохранить родной язык в условиях мегаполиса, недостаточно начать учить его с 1 класса. В ФГОС дошкольного образования обозначено, что образовательная программа дошкольного образования реализуется на государственном языке Российской Федерации. Далее подчеркнуто, что программа может предусматривать возможности реализации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации. На наш взгляд, это существенно понижает роль родных языков в получении дошкольного образования. Следующая норма ФГОСа – реализация программы на родном языке не должна осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке Российской Федерации. Вообще никак не регламентировано. Что означает не в ущерб? Сколько часов, времени?
в каком возрасте должно быть обучение на родном языке и обучение на государственном языке Российской Федерации. Механизм реализации ФОГОС дошкольного образования обозначен и в примерной образовательной программе дошкольного образования. В этом документе, который определяет порядок содержания образовательной программы каждого детского сада в нашей стране, нет ни одного упоминания о создании условий для реализации образовательной программы на родном языке. Мало того, что сам стандарт играет роль получения дошкольного образования на родном языке, а примерная основная образовательная программа даже не упоминает о возможности реализации программы на родном языке и не прописывает ее механизм. Аналогичная ситуация по реализации ФОГОС начального общего и основного общего образования. В настоящее время на разных площадках очень активно обсуждается проблема сохранения и развития родных языков. В условиях глобализации, в условиях мегаполиса интерес к родному языку пропадает даже у носителей. Мотивировать городских детей, да и сельских в наше время, учить родной язык чувашский, родной язык высказываниями. Чувашский язык – древний уникальный язык, нужно его обязательно учить. Чувашский язык – это язык народа с уникальной богатой культурой, нужно его обязательно сохранить. Культурный человек должен знать свой родной язык, уже недостаточно. Трудно убедить носителя языка передать свой язык детям только ради его сохранения. Мы считаем, и методика преподавания родных языков, обучение родному языку в лингвокультурологическом, сравнительно с поставительным аспектом, использование современных технологий и так далее, не способно сохранить родной язык без соответствующей государственной языковой политики. Глобализация, урбанизация, унификация, смена ценностей – это и другие явления оказывают разрушительное действие на традиционную культуру, в том числе и на языки многих народов. В этом аспекте очень нужна поддержка со стороны государства. Приоритетным направлением развития национального образования является не только качественное преподавание родных языков, но и постоянное расширение их функций во всех сферах жизни общества. Культурной, экономической, политической. Только в условиях активно функционирующего и развивающегося... Уважаемая Анна Семеновна. Одна минутка. Возможно, полноценное использование региона двустороннего двуязычия как ключевого фактора образовательной политики в многонациональном регионе. По нашему мнению, в городских школах государственный язык должен быть в обязательной части. Обязательное изучение чувашского языка как государственного, ну и татарского языка как государственного, хотя бы 1 час в неделю позволило бы поддержать высокий статус чувашского языка в мегаполисе и давало бы возможность семьям, использующим русский язык в повседневном общении, сохранить и поддерживать национальное и этническое самосознание. Национальное образование невозможно без преподавания в школе на родном языке. Спасибо большое, Анна Семеновна. Действительно, злободневные вещи затронули. Ну, 1 часа это действительно очень мало. Что вы там говорите, за 1 час невозможно выучить язык. Поэтому мы хотим больше, не 1 час, минимум 3, а можно еще больше. И на самом деле... А вы изучаете, у вас все дети в школах? Вот... Я сейчас говорю именно о Чувашской республике. Я был в свое время начальником отдела национального образования Министерства образования Татарстана. И в то же самое время курировал и чувашские школы. И ваши коллеги, когда приезжали, они удивлялись, что действительно даже в Татарстане больше делается, нежели в самой республике Чувашия. Здесь, наверное, все-таки национальное самосознание, вот с этим надо работать. И вы знаете, вот в качестве примера, нужно поехать, наверное, группе родителей с детьми в село Кузангаево, Республика Татарстан, на родину Петра Кузангаева, побывать в музее хотя бы полчаса. Вот после присутствия полчаса в этом музее я сам влюбился в чувашский язык. Вот у вас есть эти люди, эти фигуры знаковые, вот с этого надо начинать. Ну и, естественно, господдержка, у вас госпрограмма нужна, это однозначно. Спасибо большое, Анна Семеновна. Успехов вам. В общем, чувствуется, что это боль в вашем сердце, и вы горите вот этой работой. Успехов вам. Уважаемые коллеги, немаловажную роль в изучении родного языка в поликультурном обществе играет фактор внешней и внутренней мотивации. Это психофизиологический процесс, и сегодня привлекает внимание ученых исследователей, а также филологов.
Сегодня в работе круглого стола принимает участие Ахмадульна Лейсан Ядгаровна, кандидат филологических наук, старший преподаватель литературного института имени Максима Горького, руководитель Башкирского этнокультурного клуба в Москве. Доклад, который для нас очень интересен. Слово вам, Лейсан Ядгаровна. Так, как уже было сказано, я руководитель Башкирского этнокультурного клуба. В 2017 году мы из своей личной необходимости мы начали уроки башкирского языка, у меня 2 детей. Мы начинались как уроки, потом мы оформились как Башкирский этнокультурный клуб, потому что мы задействовали и родителей, и детей. Это не только уроки башкирского языка с 0 до 10 лет, это еще просмотры фильмов, это еще какие-то игры, мастер-классы и так далее. То есть включены все, и родители, и дети. Вот. В чем суть наших уроков? Мы хотим хоть как-то компенсировать отсутствие национального компонента здесь, в Москве. Мы знаем, что здесь уже растет не первое поколение башкир, и если родители знают башкирский язык, культуру, то дети, соответственно, уже здесь забывают, здесь они не могут восполнить, да, это отсутствие. И сегодня вот из всех докладов мы понимаем, что билингвизм – это важно, изучение родных языков – это важно, но что я в первую очередь хочу, на что обратить внимание, в чем заключается, какой самый точный показатель живучести языка? Передача детям. Да, дети. Если дети разговаривают, язык живет. Если дети не разговаривают, то все, это уже умирающие языки. Поэтому, мне кажется, в вопросе национальных языков в первую очередь нужно обращать внимание на детскую аудиторию, прям от 0 лет. И поэтому от 0 до 2 лет, здесь фотографии можно просто дальше пускать, это с наших уроков какие-то занятия. Вот, что мы делаем? От 0 до 2 лет мы приобщаем к фонетической среде, да, звуковосприятию. Они приходят с родителями, и мы больше работаем с родителями. То есть родителям показываем, вот так вот можно играть, вот так вот можно играть. Да? Потом с 2 до 4 лет это общеразвивающие занятия на материале, национальном материале. Да? Например, если это цвета, то цвета национальных костюмов и так далее, да, ну, плюс лексика, у нас все уроки проходят на башкирском языке, то есть знает ребенок башкирский, не знает, он его слышит, и мы как бы и жестами, и по-всякому доносим язык. Далее, с 4 до 6 лет, это у нас больше акцент идет на этнокультурный компонент, культуру больше преподаем, и привлекаем детей больше на интересные уроки, это квесты, это опыты мы проводим. Прямо на уроке проводим опыты. Например, как объяснить, вот ребенок не знает башкирского, вот это вот плавает, а вот это не плавает. Ну, показать, конечно, да, вот кораблик, вот он плавает, а здесь не плавает. И вот, дальше с 6 лет, ну, это уже школьный период, да, школьников мы больше погружаем в языковую среду, то есть они учат структуру языка, углубляются в литературу и в историю. Вот, поэтому нами разработана вот эта вот вся программа, где мы в первую очередь хотим вот этими внешними мотивационными уроками внешний интерес, да, создаем внешний интерес, привлекаем внешний интерес, чтобы потом у них родилась своя внутренняя мотивация к изучению дальнейшего своего языка. То есть внешнюю мотивацию мы даем, чтобы создалась потом внутренняя мотивация. Вот, что еще? Мы также, да, выиграли 2-й год подряд уже грант правительства Башкортостана на реализацию наших уроков. Мы весь наш опыт сохраняем в методическом пособии и в рабочей тетради, мы это издавали в прошлом году, ведем также блог, и вот по выступлению Эржены я удивлялась, насколько схожа у нас деятельность, да, и следующий этап нашей деятельности – это как раз создание песен, даже в этом мы прям схожи. И вот эта методика, я сейчас слушаю, у нас тоже, да, показываешь холодное, горячее ребенку, не переводишь ему, не переводная методика должна быть маленькой. Я давно хотела вот найти таких. Да, еще мы сели рядом, получилось прямо судьба. Судьба, что нас посадили так рядом друг другу. Вот, и поэтому еще раз хочу напомнить, что дети – это основная наша задача, основной наш
материал работы, основное направление работы. Если мы упустим детей, то мы упустим все: язык, нацию, историю. Поэтому дети, дети, дети. И что еще хочется сказать, те, кто работает с языком, хочется видеть их в авангарде. То есть они должны быть самыми начитанными, самыми методики там, да, методиками владеть, быть вообще в авангарде всех тенденций. Вот. Что? Научить любить язык. Да, любить язык, обязательно. Возможно, я что-то пропустила. Если есть вопросы, потом можем пообщаться. Спасибо большое. Очень интересный проект, очень интересная работа с вами. У нас завершающий доклад. Я хочу предоставить заместителю директора школы воспитания, социализации и безопасности обучающихся школы номер 1186 имени Мухсы Джалиля Гарифульну Булату Альбертовичу, который готов поделиться своим опытом. Вот, Альберт, пожалуйста, Да, быстро постараюсь, как можно быстрее. Добрый вечер, коллеги. Спасибо огромное за приглашение на такой круглый стол. Для меня очень интересно, как для представителей школы, проекты, какие-то опыт, которым вы делитесь, которым мы планируем, конечно же, в своей школе использовать для сохранения нашего родного языка. Сейчас бы хотелось бы коротко сказать о том, чем мы занимаемся в нашей школе и как мы пытаемся сохранить родной язык в школе. В первую очередь, наверное, стоит упомянуть о том, что в нашей школе, какие условия в нашей школе. Это, можно презентацию, пожалуйста, на нее ориентируюсь. В первую очередь сказать, что в нашей школе учатся 585 учеников. Это, на самом деле, очень мало для Москвы, так как сейчас в Москве в основном образованы большие комплекса. У меня здесь с собой держать. Вот, а наша школа, она... 585 учеников, она является такой маленькой, нас многие хотят присоединить к себе, но мы понимаем, что после присоединения в другой школе, вот именно наша уникальность, как преподавание татарского языка, она, возможно, потеряется, поэтому мы пытаемся остаться такими, единственными. В нашей школе, на самом деле, несмотря на то, что у нас есть татарский компонент, но обучается у нас 37 национальностей на школе, она такая вот маленькая Россия, наверное, в нашей школе, очень много национальностей, и на самом деле только для 30, к сожалению, процентов обучающихся татарский язык родной. Остальные ребята с другими родными языками приходят к нам в школу. Но, к счастью, мы преподаем татарский язык в первых-четвертых классах для всех обучающихся, первых-четвертых классов. Также мы полностью обеспечены учебниками, методическим материалом по татарскому языку. Да, вот, скажем, про уроки татарского языка, как и было сказано, то, что пока мы можем только один раз в неделю преподавать татарский язык, и было сказано, что этого недостаточно для первых-четвертых классов, и у нас есть деление на группы для тех, для кого является татарский язык родной, для тех, для кого он является не родным. То есть я также обучаем татарскому языку ребят, которые приехали с других регионов, либо приехали вообще с другой страны, они тоже погружаются в культуру татарского языка. Но мы считаем то, что также мы изучаем татарский язык с применением электронных учебников Хайдаровой РЗ. И также после того, как произошла такая пандемия для нас, локдаун, то мы при необходимости также используем дистанционное обучение, используя стандартные всем известные платформы Zoom, Microsoft, Skype. Но мы считаем, что огромную роль в сохранении языка играет дополнительное образование детей. Что мы делаем? Мы участвуем в конкурсах и олимпиадах. Это международная олимпиада по татарскому языку, это джалиловские чтения, международный конкурс, который, если не ошибаюсь, проводит полпредства Татарстана. Также мы сами в школе проводим и участвуем в неделе татарского языка, джалиловские и тукаевские чтения. Значит, в мероприятиях также мы участвуем не только педагогическим составом, но совместно с детьми. Это возложение цветов памятникам Дулу Тукаю, Мусы Джалиля здесь, в Москве. Тем самым мы приобщаем их к истории татарского языка, к личностям татарского народа. Также мы сами проводим мероприятия. Это Сабантуй, международная акция «Татарша диктант» в нашей школе проводится. Также это межрегиональный конкурс, который организован директором нашей школы Шакиру Розжафарной. Это «Мужество останется в веках», посвященный герою поэту Мусы Джалилю.
Также мы проводим всяческие мероприятия в школе, стараемся включать номера на татарском языке, ведущие у нас тоже говорят на татарском языке. Также в школе у нас есть кружок для детей Татарша и Ганабис. Изучаем татарский язык. Любой ребенок, желающий уже после 4 класса, может посещать этот кружок. Также у нас есть танцевальный ансамбль, что мы тоже считаем, да, когда дети танцуют татарские танцы, тем самым тоже они приобщаются к культуре языка. Татарский хор, петь песни на татарском языке, тоже помогает изучать язык. Музей, у нас есть присутствует музей галереи культуры мира, где представлены разные национальности, их костюмы. Изучая историю других народов, мы начинаем любить и свой народ, да, осознавать особенность своего народа. И также отдельно есть музей татарской культуры и быта. Всех приглашаем, желающих посетить этот музей. И также у нас есть кружок по национальной борьбе «Крэш», где ребята занимаются, приходят. И мы проводим каждый ежегодный турнир по борьбе на поясах. Немножко другое, но, в принципе, суть одна и та же этих мероприятий. Также у нас в школе присутствует культурно-образовательный центр Каюм Насари, он был открыт в 2014 году. Это преподавание языка уже для взрослого населения и подростков, желающие могут прийти бесплатно, это финансируется Республикой Татарстан. И также, если при необходимости, мы предоставим дистанционное преподавание. И электронный учебный пособие, который мы используем, видите на экране. И какие вызовы у нас, тоже с чем мы сталкиваемся, конечно, об этом было сказано, то, что уменьшение количества детей с родным татарским языком, если не ошибаюсь, Тимур Гамбажапович сказал о том, что наша школа, она находится территориально в районе Люблино, и то, что сейчас это край Москвы, и, например, татары, они расселяются по всем районам Москвы, они не могут себе жить только в районе Люблино, им неудобно привозить детей в эту школу. Поэтому к нам в школу приходят дети, которые проживают рядом. И тем самым, да, количество детей татар уменьшается, к сожалению. Да, есть примеры, когда к нам приезжают с севера, да, кто в Москве живет, поймет, то есть с севера едут час учиться к нам в школу. Это, конечно, да, это час-полтора, это не очень приятно, но мы не можем поделать, потому что мы территориально находимся, и мы, как государственная школа, должны принимать всех желающих, которые к нам обращаются в школу. И, да, мы такую конкурсную основу не можем, к сожалению, сделать. И, конечно же, об этом тоже было сказано, то, что есть нежелание татар самих обучать детей татарскому языку, но кружками, дополнительным образованием, я думаю, можно добиться таких успехов. Все, коротко, быстро. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, на этом у нас завершилась часть докладов, выступлений. Да, и у нас есть поступившие вопросы. Мы так договорились вначале, что оставим на вторую часть. У нас коллега был первым, если не ошибаюсь, из Дагестана, да? Пожалуйста, слово вам. Включите микрофон, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие коллеги. Я, с вашего позволения, немножко займу время моего коллеги из УГК Самаза Борисовича, который здесь заявлен 15, но его нет. Тем более, что я 3 года работал в России, прекрасная страна, прекрасный народ и замечательный язык. Один раз Рашид Абуров чего сказал. Вы знаете, изначально, во-первых, хочу отдельное спасибо сказать. Сейчас я назову это прекрасное имя. Ахтямову Сириня Ильдусовна, я прошу прощения, если я неправильно, за прекрасную цитату классика дагестанской и советской литературы, поэзии Расула Гризатова. Его цитировали здесь несколько выступавших, в том числе и в онлайн-режиме. Это очень приятно, что дагестанец вот так чтится. Сколько лет этого знает? На бульваре стоит памятник, который открыт торжественно, да, и другими замечательными памятниками нашей классики. Еще не всех поставили, но могу всех поставить на бульваре. Я презентацию намеренно не подготовил, потому что, понимаете, сейчас я много еще написал, много брошу. Меня зовут Таджимурат Абдухаликович, я председатель общественного совета по Республики Дагестан. Изначально, когда я узнал повестки дня, если начал приводить туда экспертов и общественных деятелей, которые занимаются проблемой языка в Москве, в республике я уже не говорю, зал не хватит, сами понимаете, 50
50 языков, 14 из них как бы называются титульными литературными, и все эти языки разные. Это уникальная республика. Если вы позволите, я возьму на себя наглость и зачитаю только некоторые. Вот, наряду с аварским, даргинским, кумбским, лезгинским, акушинским, лакским, андийским, охватским, берут 23-й. Горский еврейский язык, агульский язык, рутульский язык, сахурский язык, берут 32-й, аштинский, кайтакский, кубачинский, берут 44-й. Медепский, это не по значимости, это они так, мы их разбросали, просто чтобы вы не обидели. И чеченский в том числе, потому что у нас есть чеченский сел, в котором преподается чеченский язык. Но только в селах. И это 50 языков. Ну, народности поменьше, потому что многие из них входят в народность. Допустим, албанцев, там языков, наверное, десяток наберется, если не больше. И остальные, соответственно. Вы понимаете всю проблему и тяжесть образования в наших школах. Мы белой завистью завидуем мононациональной республике, в том числе чеченской республике, тоже. Хотя там тоже есть дагестанские языки, потому что там это коренные. Это только мы говорим о коренных национальностях. Мы не берем великие и могучие русские, которые занимают огромное значение в Дагестане, особенно потому что только на этом языке мы можем между собой говорить и говорить. И проблемы изучения языка дагестанских языков ну, гораздо изменительнее, но шире и глубже, нежели проблемы остальных регионов. И я бы долго рассказывал о наших достижениях, достижений очень много. Я бы хотел сказать больше о проблемах и предложениях в двух словах. Извините, пожалуйста, я хотел назвать всех остальных, которые выступления, которые мне очень понравились, и которых я зацитировал даже много, но не буду занимать ваше время. Всем спасибо большое. Тем более в такое тревожное время желаю всем здоровья. Все пришли. Вот. И здоровья тем, кто у нас в онлайне. Вы знаете, наш опыт еще с 1989 года, еще Советский Союз, Лужков, общество, культурное общество Дагестан, московское, я буду говорить о Москве, потому что Москва это если мы организуем что-то в Москве, а Москва это бюджет, это Москва это возможности, то мы сможем это сделать и разжить по всей стране. И в 1989 году при поддержке Лужкова наш культурный центр Дагестана организовал курсы родного языка. Еще тогда озаботился, вы понимаете, в системе советского образования не было тех кричащих проблем, которые есть у нас сейчас. Не было глобализации, было все, в общем-то, локально, языки преподавались, советская школа достаточно традиционно, красиво, все, языки знали гораздо больше процент населения, чем сейчас. Я был очень удивлен, что тут назвал уважаемый коллега, 70% татар в Москве не говорит на родном языке. Я представляю, что у нас. Нет, я знаю, что у нас. Это огромная кричащая проблема. Не говорящий язык, если люди не говорят, мы как? Нет языка, нет нации. И это больная проблема, которую мы должны озадачить кого прежде всего? Вы все общественники, большинство людей. Не нас мы уже озадачились. И многих, которых здесь нет. Надо озадачивать государство. Конечно, надо приглашать депутатов, которые должны лоббировать, прежде всего, бюджету. Здесь есть представительство министерств и ведомств. Очень нами уважаемых, мы с ними контактируем, когда можем, и когда не можем. Вот. А куда мы денемся без них? Нужно увеличить бюджет на изучение родных языков. Это первая проблема, которую мы должны лоббировать. Потому что силами общественности, и в том числе и нас, у нас существуют коммерческие школы дагестанских языков. Самур – это южные языки. Вот, ну, Самур, река, знаете, это южный Дагестан. Вот это коммерческие, это частные школы. Не все могут себе позволить. Да и Москва – это дистанция огромного размера. Помните, да? Вот, поэтому тут сложно это все организовать. Я позже, через 5 минут скажу вам предложение, как это можно было бы организовать. Потому что вот эти все программы, которые здесь, в том числе онлайн, мы вообще считаем, что онлайн – это дополнительное образование. Оно не может быть базовым само по себе. Многие лингвисты и образованные скажут, но нельзя изучить, это заочное, как в советские времена называлось, заочное образование. Ну, не совсем, конечно. Очень качественное, технологичное, но все-таки это онлайн. Вот, онлайн-образование не должно заменить, вы сейчас пандемии, понятно, не должно заменить базового, потому что контакт учитель-ученик, вот, этого заменить нельзя. И мы все должны понимать. Ударившись в это, мы можем упустить все остальное. Это первое. Мы подписали недавно, я подписал при общественности нашей, мы провели круглый стол в Дагестанском постпредстве среди общественников, лингвистов и преподавателей московских вузов. И решили, что, конечно, предложение, которое мы подписали, наверное, подписался среди вас тоже кто-то есть здесь, к мэрии Москвы, в частности, к Лужкову, извините, да, Царство Небесное, Собянину. Кстати говоря, почему-то представителей Москвы здесь нет, а это удивительно. Мы говорим о Москве, вообще-то мы здесь подключились. Ну ладно, в другой раз приду. Есть, да? Здравствуйте, я вам слово, почему не говорю.
Нет, я имею в виду мэрии. Нет, в этом смысле я представитель Москвы. Я имею в виду мэрии города Москвы. К сожалению. Ну, да. Хотя нужно было бы, должен был быть здесь высокий уровень от мэрии. Вот факт есть, да, там Министерство просвещения, есть образование, есть. Слава Богу, они нас услышат, может быть. Услышат. Это их работа. А остальные здесь общественные. И мы делаем это все на общественное начало. А вот что касается мэрии, у нее бюджет, у нее возможностей нет. И мы написали письмо, против которого я лично и мои коллеги выступали. В том, чтобы организовать каким-то образом с предложениями, организовать обучение языков, родных языков, московских школ. Это невозможно. Сегодня невозможно, на мой взгляд, потому что, на наш взгляд, потому что это методика, это кадры, это финансы и вообще организационно. Это очень тяжело. К этому надо стремиться. Но сегодня мы наткнемся или на отказ, или на тихое молчание. Ну, потому что, понятно, есть предложение наше альтернативное, которое могло бы быть более приемлемым, сейчас вы о нем узнаете, вы, наверное, знаете, в этой части. Вы знаете, хочется сказать, я только писал над всеми домами, что вот, ну, давайте так начнем сразу вопрос-ответ. Существуют коворкинг-центры, многие из вас их слышали, и они здесь во всех районах, в центральном офисе, огромные, красивые, многие миллиарды рублей потрачены на эти организации. Они существуют для чего? Для нас. Надо их оккупировать нашими школами. Это бесплатно, я так понимаю. Вот, пускай, они, кстати говоря, не против, вот я на тех буду подписывать договор наш с центральным офисом коворкинг-центра, и мы потом мы с них не средним. Вот что в шаговой доступности люди будут водить детей, во всяком случае могут. Воскресные школы, да? Воскресные школы – это отдельная тема. Это отдельная тема. Можно организовать там ежедневную школу, а почему нет, если позволяет площадь. Если учителя главное идти. Ну, я же уже сказал, что это проблема кадров, но это уже наша проблема, это не Москва проблема. Но Москва дает нам коворкинг-центры, и насколько я знаю, в прошлом году, в этом году, буквально перед пандемией, я участвовал в этом семинаре со всей России. Вот этот опыт коворкинг-центров, в общем-то, считающийся пока, может, не заслужен, но они стараются, я вижу это, он считается успешным, и поэтому его собираются тиражировать по всей России. И слава Богу, из Дагестана тоже, кстати, говорят, там люди, мы общались. Вот. И если это сработает, а туда вкладываются миллиарды, и это хорошо, то мы могли бы зацепиться за эту тему. Она бесплатная, потому что никакие меценаты наши проблемы не снимут. Тем более мотивации отсутствует. Потому что чтобы ребенку двигаться в жизни, что нужно? Русский, английский. Не аварский мой родной, великий Расул Адамдатов. Не татарский, не башкирский. Ну, татарский, я думаю, немножко иначе. В Татарстане один язык, он государственный. А у нас аварский не государственный. И лезгинский не государственный. У нас русский государственный. Не может быть аварский язык государственный. У нас большая проблема. Мы не можем документооборот вести на всех языках Дагестана, как вы понимаете. Вот. В советские времена, я вам сейчас бальзам на душу, чтобы никого не обидеть, мы все дети, не все, многие, да, мы знаем, да, вот все здесь сидящие, эти имена знают. Я сейчас зачитаю. Расул Гамзатов, Чингиз Айтматов, Касым Кулиев, Мухаммед Аблеев, Гумер Баширов, Ахмед Елькеев. Вот я вот не мог вспомнить никак на языке пелось, но я вырос в интеллигентной семье, полковник, по-моему, да. Вот. И Габдулла Букаев, Муса Джалиль, Кастахи Тагуров, вот, земляк мой ушел из Осетии. Эти имена не были каким-то там, а сейчас спросите, как он был. Расул Гамзатов распущен, его даже многие не знают, слава Богу, мы еще знаем. А о чем это говорит? О чем это говорит? О том, что школьное образование, конечно, упало в целом, и на русском языке тоже. Поэтому второй вопрос. В программу доп. Образования я бы включил нечто подобное. Вот был предмет, я смотрю, как страноведение, но это имелось в виду право. А я знаю, в школе есть там один или два урока, посвященных народу России. Не более того. Это безобразие. Вообще-то в школе нужен предмет хотя бы в качестве доп. Образования, или как называется, внеклассного образования, хотя бы для начала, хотя бы в Москве. И это надо можно оформить. Чтобы дети проходили, ну не все 50 аккредитаций, ну хотя бы десяток-два народности Дагестана, культуры, национальности, чтобы русский мальчик, который здесь большинство, не только русский, выходя на улицу, не шурал со слова «салам алейкум», «рахмат» и так далее. Понимаете, эти слова должны быть почти родные. Кстати, здесь опыт очень хороший, потому что мультфильм и так далее. Это работает. Ну, давайте, когда кто-то говорит «салам алейкум», некоторые шарахают, ты правильно понимаете. Ну вот, тем более, что в Москве в последнее время «салам алейкум» звучит очень часто. Да? Наши приехали, я про остальные уже не говорю. Поэтому это нужно легализовать. Если мы не можем проблему закрыть, мы должны ее возглавить. Возглавить должны наши министерства, на мой взгляд. В школах должно быть это.
Во-первых. Во-вторых, я бы хотел, я прошу прощения, я товарища это выступление забираю его 5 минут, да? Вот, даже больше. Даже больше. Вы знаете, заканчиваю. Нигде ни в мире не была возможна такая популяризация национальных языков и культур, как в Советском Союзе. Мы, по большому счету, продолжаем дрейфовать в том направлении. Но дрейфовать. Нам надо включить. Хорошо, что у нас есть министерство, представители которых здесь сидят в этом смысле. Министерство министерство называют, как называют, нехорошо. Вот. И поэтому надо, на наш взгляд, ну, не станем во всяком случае, надо брать хорошее из прошлого советского, а оно было великое, я только что привел великие примеры, и учитывая возможности технологические, финансовые, что там в Москве и других, сделать это все по-новому. Все хорошо, все новое, хорошо забытое старое. Вы знаете, я заканчиваю. В этом году моя дочь давала ЕГЭ. Я аварец, мать у нее лачка. Она сдала ЕГЭ по русскому языку 94 балла. Это лучше всех в своем классе, класс по Москве. Конечно, гордость. Мои сыновья, уже взрослые люди, тоже сдавали так же. А родного языка никто из них не знает. Вы виноваты. И я виноват, да, но я не снимаю с себя вину. Но у нас, но вы понимаете, я в любом случае, моя бабушка была заслуженный учитель Республики Дагестан по родному языку. Я не знаю литературный язык, я знаю только бытовой. А чтобы знать литературный язык, это все-таки бремя государства. Я говорю литературно, а бытовом там речь не идет. Как тут сейчас хорошо назвали кухонный язык, вот этот термин не понравился, я буду употреблять. Мы должны уходить от кухонного языка. Спасибо большое за внимание. И я скажу одну фразу. Когда-то мой покойный отец нам с детства внушал одну фразу. Вы должны, нам, троим сыновьям, вы должны знать русский лучше русского, аварский лучше аварского, ну, у нас семья еще английский будет, английский лучше английского. Я думаю, если, английский, да, он не всем нужен, да, к счастью, английский, да. Вот, если вот такой лозунг у нас будет в каждой школе, мы победим любую глобализацию, любую. И прошу прощения, хотелось бы, чтобы у нас была площадка, не только мы так собрались, а может быть там, не знаю, WhatsApp-площадка вам. Вы флагман, Татарстан флагман, на самом деле. На WhatsApp-площадке, телефон есть, и мы начали работать и собираться. В том числе в Дагестане, в других представительствах. Надо двигать там. Спасибо вам за внимание и терпение. Спасибо вам большое. Вот эти аплодисменты вам. У нас есть вопрос. Говорите, там. Ну, пожалуйста, очень кратко. Мы все. Я вот хочу дополнить. Я вот представляю как раз инициативную группу, которая подала предложение, о которых говорил Мурат Абдулхаликович. Вот, значит, мы представляем родителей, ну и активистов национальных обществ Москвы. Значит, мы обсудили ситуацию с изучением предмета родной язык в Москве. Ну, в данный момент в Москве практически везде изучается только родной русский язык. И в школах, как правило, или предлагают по умолчанию заполнить заявление на изучение родного русского языка, или он изучается по умолчанию. Значит, основным препятствием для организации изучения родных языков является то, что, во-первых, по существующим нормативам невозможно практически... Давайте предложение. Значит, по конкретным предложениям. Ну, первое, значит, необходимо обеспечить прием, регистрацию, рассмотрение заявления на изучение детьми любых языков народов России, не допуская формального подхода. Второе, для упрощения подачи заявлений родителей организовать их прием через портал госуслуг и официальный сайт мэра Москвы МОСРУ, создав соответствующую вкладку. Третье. Формировать учебные группы для изучения разных языков как на базе одной, так и близлежащих школ. Если это невозможно, создать
организовать изучение родных языков с помощью технологий дистанционного обучения. Четвертое. Для организации ведения дистанционного обучения школьников по предметам родной язык и родная литература предлагаем создать в Москве Центр изучения языков народов России с привлечением специалистов из Москвы и национальных республик. Следующее. Разрешить школьникам получать знания по предметам родной язык и родная литература в других образовательных учреждениях в очной и дистанционной форме с зачетом результатов обучения. Так как это делается, такая схема используется для школьников, занимающихся в музыкальных и спортивных школах. Ну и просим поддержать эти инициативы и помочь в более детальной разработке технологий дистанционного, и других форм обучения в условиях Москвы. Спасибо большое. Так или иначе, эти вопросы уже прорабатываются, некоторые уже проработаны. Есть целые исследовательские институты, которые в этом направлении работают. Вы должны тоже с этим ознакомиться. Потом в адрес оргкомитета, так скажем, круглого стола направить интересующие вопросы. Я думаю, Эмиль Венерович, это не первая наша встреча. Мы еще будем планировать наше мероприятие, тем более мы уже заявили, что 2021 год у нас Республика Татарстан, по крайней мере, объявлен годом родных языков и народного единства. Я думаю, мы еще не раз соберемся в формате круглого стола, а может даже и в формате конференции. Спасибо большое и всем участникам, которые сегодня были в формате Zoom. Виктор Ахмад, спасибо вам большое.